Четвер, 23 січня, 2163-й день окупації Криму Росією. В ефірі телеканалу АТР. Інформаційний випуск «Заман». Я Тарас Кобзар. Вітаю вас. Незаконно ув'язнені в застінках Росії та окупованого нею Криму кримські татари потраплять в список на обмін полоненими. Таке заявив президент Володимир Зеленський під час візиту до Єрусалиму. Україна і Росія розпочали перемовини щодо взаємного звільнення утримуваних осіб. І один такий список вже погодили представники тристоронньої контактної групи в Мінську. Але він, за словами глави держави, не остаточний. Його доповнюватимуть прізвищами українців і кримських татар, котрих утримують на окупованих територіях Донбасу та в Криму. Останній обмін полоненими, нагадаю, відбувся 29 грудня торік. З полону тоді повернулися 76 українців. Два трека, два списка. І список ми погодили у Мінську, що зараз будемо встановлювати ще, доповнювати список встановлених осіб. Будемо готувати цей трек обміну з тимчасово окупованими територіями. І окремий трек ми вже почали розмову з Російською Федерацією щодо обміну наших українців всіх, включаючи кримських татар, різних, які знаходяться на території Росії. Вже 8-ма втрата з початку цього року. Минулої доби отримав поранення несумісне з життям. Український військовий 1997 року народження. Ворог 6 разів порушив режим тиші на лінії зіткнення. Російсько-окупаційні війська не припиняли застосовувати заборонені міномети. Так, супротивник двічі відкривав мінометний вогонь в районі Лебединського та Водяного. Сьогодні, 23 січня, бойовики здійснили 3 прицільні обстріли позицій наших героїв, нехтуючи мінськими угодами. Так, зранку протягом 15 хвилин окупанти випустили 8 мін калібру 82 мм по захисниках Талаківки. Від початку поточної доби є бойова санітарна втрата. Внаслідок прицільного обстрілу з боку російсько-окупаційних військ один наш захисник отримав поранення. Стан його здоров'я, за наявною інформацією, задовільний. Під час пішої ходи в окупований Крим 2 травня пліч-опліч з кримськими татарами мають бути і українські політики, і представники міжнародних організацій. Таке в ефірі нашого телеканалу заявила народна депутатка від фракції «Європейська солідарність» Івана Климпуш-Цинцадзе. За її словами, українська МЗС має підтримати ініціативу Меджлісу кримсько-татарського народу, провести марш гідності в Крим, мирну ненасильницьку акцію і долучити до неї представників ОБСЄ, Парламентської асамблеї Ради Європи, Організації Об'єднаних Націй та Європарламенту. Фракція «Європейська солідарність» також планує доєднатися до ходи, адже в списку їхньої політичної сили є кримські татари, лідер народу Мустафа Джемілєв та заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз. Напередодні, нагадаю, голова Меджлісу Рифат Чубаров анонсував початок маршу гідності 2 травня. Від адмінмежі з окупованим півостровом всі небайдужі рушать, цитую, до себе додому в Крим. Ми будемо брати участь у цьому марші, і тут важливо, я думаю, що важливо пам'ятати про те, що в наших рядах є кримські татари. Ми пишаємося тим, що в нашій фракції є де-факто 2 представники кримсько-татарського народу, 2 герої кримсько-татарського народу. І Мустафа Джемілєв, і Ахтем Чийгоз. І разом з ними ми будемо ухвалювати рішення, як на їхню пораду, в який спосіб наша фракція буде брати в цьому участь. Ласкаво просимо Нурі і Рустем. Світлинами з такими плакатами сьогодні буквально засипали соцмережі кримські татари, котрі чекали на повернення тепер вже колишніх політв'язнів Рустема Ваїтова і Нурі Прімова. 2015-го кримських татар із Севастополя російські окупанти безпідставно звинуватили в тероризмі і запроторили до російських колоній. Напередодні сплив 5-річний строк ув'язнення. І вже сьогодні Рустем Ваїтов і Нурі Прімов повернулися додому в Крим. Вони розповідають, триматися в російських застінках їм допомогла підтримка співвітчизників. Їм писали листи і молилися за їхнє повернення. У нас народ ждет. Очень давно было ясно из писем, которые они нам отправляли. Чуть не в каждом письме было указание на то, что мы за вас молимся, мы о вас помним, вы в наших дуа. И все желали, чтобы мы поскорее вернулись домой.
и все указывали на то, что они с нетерпением нас ждут. Письма от матерей, от сестер, от жен были особенно дорогие, особенно трогательные слова. Там было понятно, что родные, близкие тоже переживают за своих родных мужей, сыновей, братьев. Адвокати фігуранта так званої справи про тероризм другої сімферопольської групи Хізбут Тахрір Джеміля Гафарова оскаржили дії сімферопольського слідчого ізолятора, в якому його тримають. Справа в тому, що Джеміль потребує негайної медичної допомоги. З жовтня минулого року він не отримує необхідних ліків. Працівників закладу не бентежить, що Джафаров перебуває практично в критичному стані. Він має 3-ю групу інвалідності, хронічне захворювання нирок і пов'язані з ними хвороби серця. Адвокати неодноразово скаржилися на бездіяльність керівництва закладу. Сьогоднішнє судове засідання розпочалося в закритому режимі, але після клопотання адвокатів на засідання таки допустили різних та близьких. Загалом підтримати Гафарова приїхала майже 100 людей. Наступне засідання заплановане на 31 січня. Теперь они, после того, как мы в суд подали, наконец-то они рассмотрели его и вот это направление оформили. Вот теперь они, оформив это направление, сами себя обязали теперь в течение 3 рабочих дней провести это метасвидетельствование. Они должны уже совместно со своими санчастью все организовать и вывести его в соответствующее компетентное медицинское учреждение. Нагадаю, Джеміля Гафарова затримали разом з 23 кримськими татарами в березні минулого року. Тоді окупанти влаштували серію обшуків по всьому півострову, обшукували будинки і затримували кримчан. В листопаді минулого року підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя подовжив арешт 8 фігурантам другої сімферопольської групи в справі Хізбут Тахрір, серед яких і Джеміль Гафаров, до 15 лютого поточного року. У Москві біля будівлі Генпрокуратури активісти влаштували одиночні пікети на підтримку політв'язнів з Криму. Особливу увагу вони вимагали звернути на тих, кого проблеми зі здоров'ям, і тих, хто позбавлений допомоги в умовах СІЗО. Это проблема людей, политзаключенных, которые находятся в следственном изоляторе, которые тяжело больны, которым нужна срочная медицинская помощь. И она им не оказывается. То есть по правилам, по распорядку должен быть в СИЗО врач, который обследует человека, кладет, направляет или в больницу в СИНы, или даже в гражданскую больницу в тяжелом состоянии. Это по закону. А реально ничего этого не делается. И люди месяцами не могут добиться элементарного обследования. Сегодня мы пришли с одиночными пикетами и подаем заявление параллельно в Генеральную прокуратуру по поводу требованиям привлечь внимание врачей к оказанию помощи 11 человек и параллельно систему СИН. Собственно говоря, вот надеемся на то, что услышим. Что происходит в Симферопольском СИЗО, это нарушение нашего же законодательства. И мне кажется, я видела, что на такие плакаты хорошо реагируют прохожие, даже те, которым неинтересно, там, ой, крымские татары, там, ладно. Но когда они видят, что это люди заключенные, и человек в заключении лишается здоровья и подвергается жизненной угрозе, это вызывает отклик. В управління німцям хочуть передати Укрзалізницю. Меморандум з національним оператором залізниць Німеччини Deutsche Bahn підписало в Давосі вітчизняне Міністерство інфраструктури. Поки це тільки угода про наміри, всі деталі майбутнього співробітництва обговорюватимуть згодом. Передача управління німецькій компанії піде на користь українській залізниці, вважають у відомстві. Так, ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізну дорогу. Ми пов'язуємо з цим рішенням, цим дуже важливим рішенням, не лише долю цієї інфраструктурної одиниці. Це екосистемне рішення, яке має показати, що Україна безпрецедентно відкрита до інвестицій, до світу, до нових стандартів.
Україна робить усе, аби в країну не потрапив смертельний коронавірус з Китаю. Таке повідомив виконувач обов'язків гендиректора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін. Зокрема, посилили заходи безпеки в аеропорту Бориспіль. Сьогодні літак з китайського міста Сан'я на литовище зустрічали санітарні підрозділи лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я. Медики розпитували пасажирів та членів екіпажу про самопочуття. Відтепер прискіпливіше перевірятимуть не лише людей, а й медикаменти, котрі потрапляють в Україну з Китаю. Не запроваджується ніяких додаткових засобів догляду за пасажирами, але разом з членами екіпажу проводиться спільне опитування або перевірка наявності звернень або поганого самопочуття. Таким чином, кожного дня санітарно-карантинні підрозділи будуть зустрічати спільно з Держприкордонслужбою основні літаки, які мають пряме сполучення з Китаєм. Вдалися до крайніх методів. Вперше на карантин закрили 11-мільйонне місто. З китайського Уханю від сьогодні не курсують потяги і не літають літаки. Медики сподіваються таким чином зупинити поширення небезпечного коронавірусу. Він уже вбив 20 людей, і як боротися з ним лікарі досі не знають. Подробиці дивіться далі. Це пасажири останнього рейсу з китайського Уханю в римський аеропорт. З літака всіх забирають автобусом, а тоді гуртом ведуть на медичний огляд. Усіх пасажирів відвезли в окреме приміщення. Таким чином нам було дуже просто провести скринінг температури всіх 220 пасажирів. Ми впоралися десь за годину. Наші люди готові будь-якої миті відвезти хворих до лікарні. Віднині жоден лайнер ні в Ухань, ні звідти не полетить. Місто, де мешкає 11 мільйонів людей, закрили на карантин. Закрити на карантин 11-мільйонне місто – це для нас новий досвід. Раніше ми не вдавалися до подібного і не знаємо, наскільки це буде ефективно. Якщо все вдасться, будемо розуміти, як довго все це триватиме. У місті цілодобово дезінфікують вулиці. Не працюють ні литовища, ні вокзали. Навіть громадський транспорт сьогодні на маршрути не вийшов. Ми живемо в Ухані з сином, а батьки мого чоловіка живуть у Чунціні. Вони чекають, що їхній онук зможе приїхати до них на весняний фестиваль. Зараз ми просто не знаємо, що нам робити. Саме звідси, з Уханю, спочатку Китаєм, а тоді й світом, почав ширитися новий небезпечний коронавірус. Він провокує пневмонію і скосив уже більше як 600 людей. І це лише ті, у кого діагноз підтвердили офіційно. Загинуло 20 людей. Ліків від вірусу немає. Це не бактерія. Його нічим не вб'єш. Лишається покладатися тільки на свій імунітет, якщо захворієш. А це звучить дуже страшно. На тепер точно відомо, збудник небезпечного вірусу передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом. Підхопити його можна і від тварин. Китайцям наказали носити на вулицях захисні маски і мити руки якомога частіше. А ще уникати натовпу. Саме з цим може виникнути проблема, адже за 2 дні країна відзначатиме одне з найбільших свят – Китайський Новий рік. Мої плани на свята доведеться змінити. Вірус розповсюджується набагато швидше в людних місцях, так що доведеться їх уникати. Незадовго після Уханю Китай закрив на карантин ще 2 міста-мільйонники – Хуанган та Ечжоу. Вони найближчі до Уханю. На тепер небезпечний збудник дістався не тільки низки китайських міст. Перші випадки захворювання зафіксували, зокрема, в Штатах, Японії, Таїланді, Південній Кореї та на Тайвані. Всі пацієнти тільки-но повернулися з Уханю. Анна Макаренко, Заман, АТР. І це все, що ми встигаємо розказати на цю мить. Менш ніж за годину актуальні новини розкаже Шевкет Наматулаєв кримсько-татарською. Я чекатиму на вас завтра у цій студії рівно о 18-й за Києвом. Дякуємо вам за довіру і гарних вам новин. Сьогодні у Прайм Муждабаєв. Волонтер, громадський діяч, керівник благодійної організації Мирослав Гай та депутат Дніпровської міської ради Ашер Черкаський. Українська делегація у Давосі. Виступ президента на Всесвітньому економічному форумі. Візит Зеленського до Ізраїлю. Обстріли у зоні розведення сил на Донбасі. Про це і не тільки. Сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом на телеканалі АТР. Личная жизнь правителей Крымского ханства часто скрыта за пеленой истории. Однако она не менее интересна.
Кем были супруги Сахиба Гирая? Какую роль играли в политической жизни своей страны? Какие традиции царили при ханском дворе? Главной целью хана было воссоздать передачу наследственной власти своим сыновьям. И придворные уже смотрели на старшего сына хана как на следующего правителя. Смотрите в программе «Алтын Девыр» в цикле «История династии Гираев». В эту субботу, 25 января, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Сахиб Гирай I, хан, основатель столицы. Часть 4. Во время войны он был одним из руководителей подпольной организации и партизанского движения в Крыму. Это не уберегло его от депортации из Крыма, как и остальных героев войны – крымских татар. В местах изгнания Мустафа Селимов был одним из тех, кто стоял у истоков национального движения за возвращение своего народа на историческую родину. В партийных органах ему неоднократно предлагали вернуться в Крым, но он всякий раз отказывался, отвечая, что вернется на родину только вместе со своим народом. Мустафа Селимов – один из руководителей Крымской АССР, активный участник национального движения крымско-татарского народа. Смотрите в субботу, 25 января в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Энфес, Кырым татар кавесы. Yaprakları ayak astında. Bu altın renkler sana yaraşa. Көзінің көзлері yağmurnen ağlay. Kirpiklerinden tuzlanıp damlay. Ne ağlaysın sen? Аят ашыққа, көзде біраздан айланыр қышқа, әр бір шей бітер. Әр күнің башқа текрарланмай жақ. Омыр ғайырдан ешбір қатасыз башлана алмай жақ.
Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, витаю. В эфире телеканала АТР информационная программа «Бугунь». В студии работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 2 часа будем обсуждать с нашими гостями самые актуальные новости, которые появились в информационной повестке дня. И в этом блоке говорим с нашим гостем, народным депутатом Украины от фракции «Европейская солидарность» Ниной Южаниной. Нина, здравствуйте. Доброго вечера. Ну что ж, давайте начнем с самого актуального. Сегодня, как стало известно, украинская делегация во главе с президентом Зеленским решила не участвовать в официальной церемонии памяти Холокоста в Израиле. Владимир Зеленский по прибытию в Иерусалим объяснил, почему. Давайте его послушаем. Сказав таку інформацію, що декілька міністрів з уряду Ізраїлю, вони віддали свої квитки людям, які живі. Слава Богу, вони живі, але вони пережили це нещастя, пережили Голокост, і вони в Ізраїлі, і багато з них українського походження. Тобто, я одразу сказав, якщо ми можемо віддати, давайте віддамо всі наші квитки. Мені здається, там найголовніше, що ми вшановуємо пам'ять. Найголовніше, що ми знаходимося тут, що ми можемо сказати теплі слова. Но вот в мемориальном центре Яд Вашем жалеют о таком решении президента Украины. Давайте послушаем официальные комментарии и начнем нашу беседу. Президенту України пояснили, що ті, хто вижив в Голокості та які звернулися з проханням бути присутнім на форумі, отримали таку можливість. Нам не зрозуміло рішення президента, і ми шкодуємо, що він зробив такий крок на Заході під назвою «Пам'ятаємо Голокост, боремося з антисемітизмом». Ну вот послушали комментарий мемориального центра Яд Вашем. А вообще, как вы относитесь к такому решению президента Зеленского не участвовать в официальных мероприятиях, отдать билеты и так далее? Ну, ви знаєте, я, мабуть, як громадянка України, як патріот України, мала би сказати, що я підтримую свого президента, але сьогодні, після таких дій, я не можу його підтримати, незважаючи на те, що я мала би на міжнародному рівні захищати свого президента. Я знаю, що організація, і в тому числі його присутність на цьому заході, займала дуже багато часу, дуже багато погоджень з Офісом президента, безпосередньо з президентом. І якщо він уже дав згоду, то, будь ласка, треба було виконати всі свої функції до кінця, тим більше, що така заява, яка вже пролунала під час проведення такого заходу, Всесвітнього форуму пам'яті жертв Голокосту, мені здається, це було дуже недоречно. І в зовнішній політиці це ще один такий, знаєте, поступок, який заслуговує виключно на аналіз з його сторони і, знаєте, виправлення ситуації. Тому що декілька таких дій може призвести до того, що президента взагалі не будуть поважати зовнішні партнери. Ну, то есть, по-вашему, президенту Зеленскому нужно было участвовать в официальных мероприятиях и даже выступить, учитывая, что у нас в стране был Бабий Яр? Я вважаю, що це обов'язково він мав зробити, тим більше, ще раз повторюсь, що ці заходи планувалися і його присутність дуже довго, і погоджувалися з ним всі його дії, які він буде робити за його ініціативи. Тому відмова від участі, де ще із таким поясненням, заслуговує виключно на співчуття організаторам і на неповагу до таких дій. А как вы думаете, вообще зачем? Если президент Украины вместе с делегацией не участвует в официальных мероприятиях, более того, отдает свои билеты, да, то зачем вообще тогда было ехать в Израиль? Просто чтобы найти возможность поговорить с Путиным? Ви знаєте, я сьогодні чула різні думки, абсолютно не хотілося б відносно нашого президента їх озвучувати, але це навіть класифікують як політичний туризм, як намагання зайве попастись десь на спільних зустрічах, попасти з Путіним і домогтися зустрічі з ним. Але ж ми ж знали, що уже відповідальні особи зі сторони РФ заявили, що такої зустрічі не буде в зв'язку з зайнятістю
зайнятістю такого президента важливого і поважного. І тому нашому президенту треба було просто з розумінням віднестися і не виставляти себе от в такому ракурсі взагалі неприйнятному, тому що наші відношення з Ізраїлем дуже важливі для України. Угу. Ну а как вы думаете, мог ли быть вообще Израиль такой нейтральной территорией, на которой можно видеться с Путиным, обговорить какие-то вопросы тет-а-тет, учитывая, что Нетаньяху как бы импонирует Российской Федерации, надевает георгиевские ленточки, участвует в бессмертном полку и так далі? Ви знаєте, після зустрічі, якщо вона й відбулася в Омані нашого президента з впливовим представником Російської Федерації, я нічому не здивуюсь, тому що, знаєте, курс, який зараз бере президент України і всі дії його, абсолютно протирічать тим цінностям, які є в українців. І тому я думаю, що ми найближчим часом зможемо аналізувати, власне, в країні ці дії, ці заяви, ці намагання зустрічі, ці обіцянки, це намагання досягти швидких результатів ціною не то що любою, а ціною втрати державності. Мені здається, що це настільки неприйнятно, що просто оця зустріч чергова, яка планувалася, і незважаючи ні на що, вона викликає тільки несприйняття і засудження, різке засудження щодо дій. Ну вот в программу визита президента Зеленского входит встреча с представителями власти Израиля, а также с представителями деловых кругов Израиля. Как вы считаете, вот этот демарш, который сегодня совершил Зеленский с отказом участия в официальных мероприятиях, не повлияет на вот этот переговорный процесс? Звісно, вплине. Звісно, вплине на всі зустрічі і не тільки, які він планував зараз в Ізраїлі. Мені здається, що його така політика, вона абсолютно протирічить тим заявам, які навіть лунали в Давосі. Незрозуміло, чому туди поїхали за інвестиціями, якщо тема цьогорічного Давосу була зовсім інша. І можна було би якраз зробити таку широку висвітлення широкої проблеми, яка заслуговує на увагу світу в черговий раз, і на залучення інвестицій щодо ліквідації цієї проблеми. Я маю на увазі наслідки Чорнобильської аварії, а не інвестиції, за якими ми вже їздили в інші країни. Я маю на увазі президента. Ви розумієте, що рішення про інвестиції так точно, і які, під час яких він міг би зустрітися цього разу в Ізраїлі і говорити з ймовірними інвесторами, вони би не призвели до успішного завершення, тому що це має бути просліджуватися вся його політика, яка сприяє вкладенню в Україну інвестицій. І на зустрічі він не переконає інвестора щодо саме вкласти гроші в Україну. Це ряд дій, які вчиняє президент, які вчиняє країна як на внутрішньому ринку, так і зовнішня політика, яка вибудовується новим президентом. Ви ж знаєте цифри, що інвестиції порівняно з минулими роками призупинилися, і всі очікують, що далі буде. Тому там різні обіцянки щодо навіть надання новим інвесторам таких собі нянь 24/7, вони жодному разу не дадуть позитивного результату, бо це буде просто насмішка і нічого серйозного з тим, що мали би мати в Україні інвестори, немає. Ну вот про Давос мы поговорим чуть позже. Я бы хотела сказать о том, что сегодня президент Зеленский также рассказал о ходе переговоров об освобождении удерживаемых лиц на территории Российской Федерации, в том числе крымских татар. Давайте послушаем президента. 2 трека, 2 списка. І список ми погодили у Мінську, що зараз будемо встановлювати ще, доповнювати список встановлених осіб. Будемо готувати цей трек обміну з тимчасово окупованими територіями. І окремий трек ми вже почали розмову з Російською Федерацією щодо обміну наших українців, всіх, включаючи кримських татар, різних, які знаходяться на території Росії.
Предыдущие переговоры президента Зеленского с Путиным заканчивались успешно по вопросу освобождения пленных. Это и 7 сентября, это и декабрь после встречи в нормандском формате 4 лидеров. Так что будет сейчас, как вы думаете? Ждать ли в ближайшей перспективе освобождения остальных политических узников? Ну, по-перше, я хотіла би наголосити, що тільки що ви сказали, що попередні переговори закінчувались успішно. Для кого успішно? Ми сьогодні, наша фракція «Європейська солідарність», як і інші фракції, мали зустріч із активістами Майдану, із саме родинами загиблих на Майдані Небесної Сотні, які щодо попереднього обміну, в результаті якого були віддані екс-беркутівці, які є свідками подій на Майдані, які є, в принципі, свідками, від чиїх рук померли батьки, сини. Зараз, та й доньки так точно ж, зараз просто зворушені тим, що президент своїми діями просто зіткнув між собою дві групи людей. Це справді ті родини, які очікують людей, які знаходяться досі в полоні, і тих, хто поклав життя і жадає, щоб розслідування відбулося і всі країни світу дізналися, хто ж спричинив розстріл саме на Майдані. Тому мені здається, що якщо такими саме жертвами досягати успіху в переговорах щодо обміну полоненими, мені здається, суспільство сказало, що ми проти цього. Ну, это вопрос цены, я понимаю, да, история была и с MH17, с Цемахом, которого отдали Российской Федерации. Так, а какова цена будет в этот раз? От щодо цього, я так почула сьогодні від представників і від самих людей, які були від родин загиблих, що вони будуть вимагати зустрічі з президентом для того, щоб чітко він усвідомлював, що кожний крок має бути з врахуванням того, що відбувалося в 2014 році, і якою ціною Україна продовжує бути незалежною і зберегла свою незалежність як держава. Тому мені здається, що перш чим робити такі заяви президенту, все ж таки треба враховувати, знаєте, в якій країні він зараз президент. Країні, яка своєю кров'ю довела, що вона хоче бути незалежною. І тому ми ж не знаємо, що ще відбувається, крім офіційних домовленостей, які здаються позиції України за те, щоб звільнити наших людей. І цю ціну весь час треба виміряти, тому що, крім того, сотня людей, які були вбиті на Майдані, ще декілька тисяч людей, які вже загинули у війні з Російською Федерацією, це є мірилом того, що ми можемо робити сьогодні, і наш президент в тому числі. А как вы считаете, какой идеальный вариант освобождения наших пленных? Как должна действовать украинская власть сегодня в вопросе освобождения их? Ну, абсолютно в рамках закону. Це щодо до тих юридичних осіб ми можемо звільняти, віддавати в обмін, відносно яких по закону ми можемо провести ці процедури, які засуджені. Мы можем вести по своему закону эти процедуры, но мы же имеем дело с Российской Федерацией, которая с нигилизмом относится ко всему. Послухайте, у нас перед тим попереднім звільненням були всі карти в руках, і вони стосувалися саме газових контрактів. І в тому пакеті можна було вибудувати таку стратегію і таку політику по відстоюванню інтересів України як держави, а не здатися на перші ж поступки президента, який зразу відчув це слабке місце зараз в керівництві нашої держави, на жаль. І скориставшись цим, ми пройшли, справді вже не можемо, мабуть, використати той саме пакет, який був в нас в руках для вирішення багатьох питань. Це була насправді історична мить. І на жодні поступки відносно екс-беркутівців не можна було йти, бо Росія віддала б і так утримуваних наших людей, якби ми навіть не віддали екс-беркутівців, бо в подальшому їм треба було рухатись по газовому контракту. Ну, понятно. Давайте перейдем к еще одной не менее важной и интересной теме. Наше правительство провело перепись населения Украины. С результатами сегодня выступил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. Давайте его послушаем. Отже, 3 методики дали приблизно однаковий результат.
7 мільйонів 289 тисяч осіб наявного населення на території України. Повторюсь, на жаль, ця сума не включає тих людей, які постійно мешкають за кордоном та на окупованих територіях. Це та кількість людей, бачите, це та кількість людей, яка фізично перебуває на території України станом на 1 грудня 2019 року. Олександр Гладун, заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України, з нами сейчас на прямой связи. Алло. Доброго дня. Да, доброго дня. 37 миллионов. Вот такие результаты переписи населения от нашего правительства. Как вам такие цифры? Ну, я хочу по-перше сказати, що цю цифру результатами перепису називати неправильно. Тому що ніякого перепису населення, в принципі, не було. Що таке перепис населення? Це визначається законом України про всеукраїнський перепис населення, і це те, що суцільне обстеження. Те, що презентував пан Кабінет, це називається в науці оцінка чисельності населення напрямими методами. Тобто, коли збирається інформація не безпосередньо від населення, а від мобільних операторів, фондів, реєстрів і так далі. Тому, якби, вважати, що це точна оцінка чисельності населення не можна. Тим більше, що при переписі населення є свої критерії щодо визначення постійного населення, тимчасово присутнього населення, наявного населення. І тут це просто не дотримано. Це методологічно не дотримано. Такий розрахунок має право на життя, не називати його переписом і брати це за остаточну оцінку чисельності населення України не можна. Дуже дякуємо. Олександр Гладун, заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України, був з нами на зв'язку. А, Ніна, а як вам такі цифри? 37 мільйонів. Вірите в них? Ну, по-перше, треба точно знати, яка була застосована методика. Якщо те, що сказав тільки що директор інституту, що використовувалися такі джерела, як дані мобільних операторів, різних систем обліку, то це якась така ймовірна цифра, але я взагалі би і не називала цієї цифри вголос. Її можна використовувати задля якихось цілей і не більше. Бо якщо говорити, що це крім тих, які зараз знаходяться поза межами України, і якщо я пам'ятаю, ми називали таку цифру, що десь уже біля 6 мільйонів українців знаходяться на заробітках в інших країнах, то я не знаю, чи вони враховані, чи не враховані, тому що вони, можливо, перебувають, є певний термін на території України, можливо, вони використовують мобільні телефони, а можливо, вони є в реєстрі людей, які отримують навіть пенсії, чи субсидії, чи ще щось. Тому треба дуже обережно ставитися до цієї цифри, і я би точно її не оприлюднювала. Тому що це цифра, яка багато чого означає для державності, для України як держави. І перш чим озвучити її, треба було би проводити ґрунтовний аналіз. І я хотіла би запитати, з якою метою саме проводилася такий підрахунок, обрахунок, і що за цим далі буде стояти. От сьогодні озвучили, далі що? Далі що? Ви будете проводити далі роботу? Чи оцей таким шляхом, ймовірно, планується перепис населення, який уже анонсувався? Тобто, от таким шляхом він буде проводитись. Ну, вибачте, я навіть не погоджуюсь з цим, хоча методику, можливо, перепису населення треба переглядати. Подворовий обхід, він займає справді багато часу і може призвести ж також до викривлення, але мені здається, похибка там абсолютно незначна и набагато меньша, чем в данном выпадку. Ну, давайте еще к одной теме перейдем. Никакого отказа от евроинтеграции не будет. Так прокомментировал свое вчерашнее заявление Давид Арахамия о том, что в отношениях с ЕС Украине следует осторожно подходить к гармонизации национального законодательства с европейским. Давайте его послушаем.
це вирвано з контексту, чи просто це завдяки тому, що моя промова була англійською мовою, і, можливо, це просто труднощі перекладу, як то кажуть. Да? Я поясню, у нас була панель про інвестиції в Україну, яким чином можна в 5 разів збільшити кількість інвестицій прямих іноземних. Да? І ми спілкувались. І, по-перше, треба розуміти, що це не відповідає дійсності. Партія «Слуга народу», я особисто за шлях до Європейського Союзу, це прописано в нашій Конституції, за угоду по асоціації, да? Але працюючи над угодою по асоціації, зараз черговий перегляд, треба трошки мати економічного егоїзму, як то кажуть, для українців, да? Для того, щоб захищати інтереси наших промисловців, інтереси наших виробників, а не просто сліпо підписувати все, що нам дають. Да? Треба захищати національні інтереси. В цьому був ключовий меседж моєї промови. Ну вот как вам видится вот это заявление Арахамии? Что он хотел этим сказать? Может ли это быть таким звоночком, что команда «З» не совсем на одной волне с теми 64% украинцев, которые видят свое будущее в Европейском Союзе? Ви знаєте, я би наголосила на тому, що, мені здається, доволі часто ми чуємо від голови фракції «Слуга народу» саме, знаєте, такі меседжі, які потрібно потім розшифровувати або питати в нього додатково, що він мав на увазі. Це дуже часто таке, до речі, відбувається. Тому, коли його заява пролунала, я просто ще не читала такого шквалу критики відносно цих слів. Вибачте, 14-й рік, скільки людей полягло, і ви бачили реакцію буквально всіх українських громадян щодо того, якщо курс буде змінюватися і не буде проєвропейським. Зі своєї сторони, як економіст, я хочу сказати, що справді при імплементації в українське законодавство європейських директив треба добре вчитуватися, і там, де можна відстояти в певній частині економічні інтереси нашої держави, треба це робити. Але без європейського законодавства, без побудови нашої економіки, нашого життя взагалі, саме по стандартам європейським, ми не зможемо вирватися з цього замкнутого кола, по якому ходимо вже 28 років, і весь час це повторюється, весь час 29 років ми весь час знаходимося на одній і тій же самій лінії. Тому, вибачте, якщо ми зараз будемо в чомусь тормозити або говорити, що ми будемо придумувати свій велосипед, це буде означати, що суспільство зараз має все об'єднатися і думати, чи не повернулося це 2014 рік і що з цим робити. Сподіваюся, що його пояснення, які тільки що прозвучали, Давіда Арахамії, означають, що він не мав це на увазі, просто говорив саме про економічний інтерес при імплементації деяких директив, які справді просто можна обговорювати, тому що ментальність наших людей та практика, яка склалась на Україні, її просто не можна відкоригувати відразу. Треба певний перехідний період. Вот вы вначале отметили, что в последнее время действительно очень часто звучит вопрос в адрес представителей команды «З», а что он имел в виду? Вот то же самое сегодня сложилось и с премьер-министром Алексеем Гончаруком, который на форуме в Давосе заявил, что правительство отдает Укрзалізницю в управлении немецкой компании на 10 лет. Давайте его послушаем. Вчора для України був дуже хороший день. Ми дуже добре, дуже круто зустрілися з нашими друзями з Міжнародного валютного фонду. Вчора був підписаний меморандум між Міністерством інфраструктури та Deutsche Bahn. Так, ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізну дорогу. Ми пов'язуємо з цим рішенням, з цим дуже важливим рішенням, не лише долю цієї інфраструктурної одиниці. Це екосистемне рішення, яке має показати, що Україна безпрецедентно відкрита до інвестицій, до світу, до нових стандартів. Ну, правда, в самой компании Deutsche Bahn это заявление опровергли, говорят, что с Укрзалізниці будут работать в качестве консультантов. Ну вот как воспринимать вот эту вот дискоммуникацию? У нас вот Гончарук говорит, мы готовы отдавать Укрзалізницю на 10 лет, а в Deutsche Bahn говорят, нет, мы просто будем консультировать. Что происходит?
Ви розумієте, що це чергова заява, яка також лунає від прем'єра, яка потребує розшифрування або потім уточнення, або її скасування. Тому що ви правильно сказали, що сама компанія Deutsche Bank розуміє, що вона не може бути управляючою компанією в Україні, тому що, по-перше, ми вже знаємо, що справді в цій компанії досвід є управління таким об'єктом, як залізниця, але якщо говорити про її безпосередню діяльність, то ця компанія збиткова, вона отримує великі дотації з держави і може таким чином існувати і працювати. А ми ж знаємо тонкощі роботи нашої Укрзалізниці, де чому от виявилась така, знаєте, прогалина, просто обвал в роботі цієї компанії і до чого це все призведе. У нас є такі нюанси, про які, можливо, навіть такі поважні європейські компанії і не знають. Це, наприклад, пасажирські перевезення, які дотуються з місцевого бюджету, якщо вони стосуються пільгових перевезень, що ці місцеві бюджети мають величезну заборгованість в декілька мільярдів гривень перед державною компанією Укрзалізниця. Нина, извините, я вас перебью, просто сейчас с нами на прямой связи экс-министр инфраструктуры Украины Володимир Омелян. Алло, здравствуйте. Доброго вечора, вітаю вас. Да, вітаємо. Ну что ж, как вам вот эта новость от премьер-министра Алексея Гончарука о том, что Украина готова отдавать Укрзалізницю Deutsche Bank, а Deutsche Bank говорит, нет, мы просто будем консультировать. Вот даже теоретически такое возможно? Ну, ви знаєте, новини вчора і сьогодні спершу виглядали на сенсацію, потім перетворилися на фар, а закінчилися сюром. Щойно наглядова рада Укрзалізниці опублікувала офіційну заяву, що вони взагалі не розуміють, про що йдеться. Жодних переговорів вони не вели. А наглядова рада – це головний керуючий орган Укрзалізниці. Вони чекають додаткової інформації від уряду України і після того зможуть сказати, про що взагалі йдеться. Я нагадаю, що у 2016 році ми дійсно проводили переговори з Deutsche Bahn, німецькими залізницями, з проханням надати експортну допомогу українській залізниці щодо її реформування. Тоді ці переговори проводив керівник Укрзалізниці на той час Олександр Завгородній. Німці були готові до цього, але, на жаль, була потім зміна керівництва, прийшов поляк, потім Кравцов. Це все стало нецікаво. На Укрзалізниці працювало багато експертів. І Світового банку, і американські профільні фахівці, одні з найкращих у світі. На жаль, всі їхні поради не були взяті до уваги, і в підсумку ми маємо залізницю, яка кожного року втрачає вантажопотік, яка знижує свою дохідність, яка знижує перевезення пасажирів, про якість навіть не буде говорити. Я нагадаю, що наприкінці минулого року прем'єр-міністр Гончарук оголосив кадрові зміни. Міністр інфраструктури Криклій оголосив кадровий джихад, як він голосно про це назвав, і що всі будуть зачищені, що залізниця буде працювати якісно. Цього нічого не відбулося. Фактично, замість доброї ідеї співпраці з німецькими залізницями, отримання їхнього експертного досвіду. Бо очевидно, що державна компанія, стратегічна компанія, 100% акцій, якої належить державі, не може бути ні приватизована, ні віддана в оренду чи в концесію, ні навіть в управління комусь. Але експертами можемо користуватися, це гарна ідея. Ну, от Але це буде Це буде чергова ширма, фактично, під час ідея дуже проста. Півроку німці вивчають, потім півроку пишуть рекомендації, потім ще півроку ніхто їх не виконує. Ці рекомендації, пояснюючи унікальним українським досвідом, унікальними українськими обставинами, а за той час 1,5 року всілякі Юзики, Міко і інші займаються корупційними схемами. Ну, вот вся идея всей реформы. Вот что касается коррупции, я хотела спросить. Премьер-министр Алексей Гончарук сказал следующее, цитирую. Этот альянс Deutsche Bahn логичный для реструктуризации Укрзалізниці. И что он рассчитывает на немецкую эффективность и нетерпимость коррупции. И это станет базой для изменения в Укрзалізниці. Вот очень коротко. А вот эта вот нетерпимость коррупции приживется в наших условиях, в наших реалиях? Ну, поки що ми маємо індекс Transparency International, згідно з яким Україна за останній рік, останні півріччя скотилася на 2 чи 3 пункти по корупції. І, на жаль, похвалитися нічим, ніякого турборежиму немає, ніякої боротьби немає. Прем'єр-міністр Гончарук непоганий хлопець,
але насправді у нього дуже мало досвіду для управління державою в якості прем'єр-міністра. На жаль, він говорить гаслами, не вникаючи абсолютно в суть. І для нього що напіввагон, що вагон – це одне й те саме, а насправді це різні речі. Экс-министр инфраструктуры Володимир Омелян был с нами на прямой связи. Дуже дякую вам. А также вчера премьер-министр Алексей Гончарук на полях форума в Давосе проанонсировал старт новой программы с МВФ. Давайте послушаем премьера. Ми мали дуже хорошу зустріч разом із президентом України Володимиром Зеленським з керівником МВФ. Ми порозумілися, підтвердили, що пропозиція власне України та Міжнародного валютного фонду в даному випадку і позиції їх співпадають. Найближчим часом у нас триватиме робота над тим, щоб запустити максимально швидко нову програму з МВФ, що створить для України ще більше підґрунтя для економічного зростання. Це дуже хороші новини. Ми очікуємо, що в найближчі місяці програма з МВФ може бути розпочата. Напомню, ранее министр финансов Оксана Маркарова в соцсетях написала, что следующая программа с фондом может стать последней. Как вам, Нина, перспектива новой этой программы? Ви знаєте, я розцінюю виключно як політичну заяву, тому що, наголошую, всі глядачі, мабуть, знають, всі українці знають, що для МВФ є дуже надважливим питанням – це ситуація навколо Приватбанку. І якщо говорити про одне з останніх рішень судів щодо зняття відповідальності попередніх власників щодо рефінансування Приватбанку в розмірі 8 мільярдів, тобто зараз державний Приватбанк має виплачувати ці кошти, мені здається, що це вже половина того питання, яке є найважливішим для МВФ, тобто те, яке стане причиною того, що МВФ не буде продовжувати співпрацю. Тому я би віднеслась до даних заяв виключно як політичних, і які будуть подальші події розгортатися щодо продовження співпраці з МВФ, на мій погляд, це дуже така перспектива нереальна. Тому що от наслідком навіть є, це останнє судове рішення, про яке я вам сказала. Але наскільки буде важливо, для МВФ будуть важливі ті наступні питання, які пообіцяла влада провести в законодавстві або імплементувати, або виконати, я не знаю. Я маю на увазі це відкриття ринку продажу земель сільськогосподарського призначення, це абсолютно величезна зміна в законодавстві, в податковому законодавстві, тобто фіскалізація його, і виконання цих всіх норм, можливо, будуть слугувати тим додатковим плюсом, який сприймається МВФ. Але що буде робити нинішня влада далі, тому що є ще ж інша частина питання навколо Приватбанку, ми будемо бачити, і то буде все залежати. Але те, що це не відбудеться так швидко, це вже очевидно. Экономист Борис Кушнирук с нами сейчас на прямой связи. Борис, здравствуйте. Добрый вечер. Борис, вчера Маркарова заявляла, что эта новая программа может быть последней с МВФ, да, имеется в виду. Каковы действительно шансы? Объясните нам популярно. И мы можем отказаться от этой программы в силу того, что мы экономически уже окрепли, или же просто не можем выполнять условия МВФ, может быть, они уже не популярны и так далее. Буквально минутка. Ні, йдеться поки що те, що казала пані Маркарова. Вона казала про те, що Україна може оцю нову програму, якщо ми її розпочнемо, то після її завершення, тобто після 2024 року, нам вже не доведеться користуватися кредитом МВФ. Але не ставиться під сумнів, що цю програму МВФ нам потрібно підписувати. Інша справа, що я тут погоджуюсь з пані Южаніною, яка у вас на студії, яка говорить, що при такому ставленні до ситуації з Коломойським і Приватбанком є великі сумніви, що МВФ цю програму таки з нами підпишуть.
Спасибо большое. Экономист Борис Кушнирук был с нами на прямой связи. На протяжении всего эфира мы общались с народным депутатом от Европейской солидарности Ниной Южаниной. Спасибо вам большое. Дуже дякуємо вам. А я вынуждена завершать этот блок. Буквально 5 минут эфир телеканала АТР продолжает новости. Смотрите, не переключайтесь. Коршкевич. Сьогодні у Прайм Муждабаєв. Волонтер, громадський діяч, керівник благодійної організації Мирослав Гай та депутат Дніпровської міської ради Ашер Черкаський. Українська делегація у Давосі. Виступ президента на Всесвітньому економічному форумі. Візит Зеленського до Ізраїлю. Обстріли у зоні розведення сил на Донбасі. Про це і не тільки. Сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом на телеканалі АТР. Личная жизнь правителей Крымского ханства часто скрыта за пеленой истории. Однако она не менее интересна. Кем были супруги Сахиба Гирая? Какую роль играли в политической жизни своей страны? Какие традиции царили при ханском дворе? Главной целью хана было воссоздать передачу наследственной власти своим сыновьям. И придворные уже смотрели на старшего сына хана как наследующего правителя. Смотрите в программе «Алтын Девыр» в цикле «История династии Гираев». В эту субботу, 25 января в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Сахиб Гирай I, хан, основатель столицы. Часть 4. Во время войны он был одним из руководителей подпольной организации и партизанского движения в Крыму. Это не уберегло его от депортации из Крыма, как и остальных героев войны – крымских татар. В местах изгнания Мустафа Селимов был одним из тех, кто стоял у истоков национального движения за возвращение своего народа на историческую родину. В партийных органах ему неоднократно предлагали вернуться в Крым. Но он всякий раз отказывался, отвечая, что вернется на родину только вместе со своим народом. Мустафа Селимов – один из руководителей Крымской АССР, активный участник национального движения крымско-татарского народа. Смотрите в субботу, 25 января в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму в программе «Тарик Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Энфес. Кырым татар кавесы. Sazın teli söylesin kendi derdini, inlegen yüreğimin hasevetini, keçmişler ruhlarını, göz yaşlarını, halkımızın sonu yok kaygılarını. Sazın teli söylesin kendi derdini, Hansaray etrafını, çeşmelerini, bağ bahçaсын, toğ başaklı ken çöllerini, dağdan esken şifalı salkın елini.
Кара деңіз далғасыны сөйлесін сазым. Ағармыш efsanesini söylesin sazım. Camiler minaresini söylesin sazım. Aşık Ömer Kerimlerini söylesin sazım. Assalamu alaikum, эфирде нәтиже программасы бүгін январьдан 23 студияда сіздер үшін мен Шевкет Аматуллаев чалышам. Русия Қырым апсқанелерінде тұтылған Қырым татарлар деңішув жедвеліне көрсетілежек. Бұл уақытта президент Владимир Зеленский Қудусқа барғаны вақыт білдірді. Украина, Русия еле тұтылған адамларынан деңішуы бойынша музакерлер башлатты. Бірінші бойле жедвеліні Минскте үш тарафлама контакт группаның векіллері таздықлаған. Ләкин девлет башынан сөздеріне көре жедвел деңіші біле. Оңада Донбасс ishgal etilgan Qrimda tutulgan ukrainlar ve Qrim татарларының адларını qo'sha bilelер. Два трека, два списка. І список ми погодили у Мінську, що зараз будемо встановлювати ще, доповнювати список встановлених осіб. Будемо готувати цей трек обміну з тимчасово окупованими територіями. І окремий трек ми вже почали розмову з Російською Федерацією щодо обміну наших українців всіх, включаючи кримських татар, різних, які знаходяться на території Росії. Qrim татарларынан ishgal etilgan Qrimga jayab yurishni siyosatchilar ve xalqaro tashkilotlarning vakillari de qo'shilajak. Bu vaqtda telekanalımızdan yayında Европейская солидарность fraksiyasining xalq deputati Ivanna Klimpush-Tsintsadze bildirdi. Onun aytganına ko'ra Ukraina Tashqi ishlar nazirligi Qrimga menlik yurishi kechirilmasining meclisning tashabbusine qo'l tutmoq ve bu barışık aksiyaga OBSE, Avropa Shurasining bosh assambleyasi, Birlashgan Millatlar ve Avropa parlamentining vakillarini jalb etmek kerak. Европейская солидарность фракциясында yurishga qo'shilmaga planlashtira. Chunki ularning taqimida Qrim tatar xalqining lideri Mustafa Jemilov ve meclis reisining muavini Aqtim Chiygoz. Tunebon meclis reisi Rifat Chubarov mayisning eksinde menlik yurishi kechirilajagini e'lon etdi. Ishgal meselesini laqayti olmagan insonlar Qrimning memoriy singiridan Qrimga, ya'ni Evga yo'l olajak. Ми будемо брати участь у цьому марші, і тут важливо, я думаю, що важливо пам'ятати про те, що в наших рядах є кримські татари. Ми пишаємося тим, що в нашій фракції є де-факто два представники кримсько-татарського народу, два герої кримсько-татарського народу. І Мустафа Джемілєв, і Ахтем Чийгоз. І разом з ними ми будемо ухвалювати рішення, як на їхню пораду, в який спосіб наша фракція буде брати в цьому участь. Hoş geldiniz Nuri ve Rustem. Qrim tatarlar endi sabıq siyasi mabuslarını böle şehirlerinin ijtimai ağlarda fotolar paylaşıp qarşılay. 2015 senesi aqyarlı Qrim tatarlarını işgalciler iç izbatsız terrorizmde qabatlap Rus apsxanelerini taşladı. Tunevin 5 yıllık hapis muddeti bitti. Bugün ise Rustem Vayitov ve Nuri Primov nihayet evge Qrimga qaytdı. Ular aytganlarına göre Rus apsxanelerinde ularga vatandaşlarımızın destegi yardım etdi. Ularga mektuplar yazıp ve ularının qaytmasına dua okuyordular. Нас народ ждет очень давно. Было ясно из писем, которые они нам отправляли. Чуть не в каждом письме было указание на то, что мы за вас молимся, мы о вас помним, вы в наших дуа. И все желали, чтобы мы поскорее вернулись домой, и все указывали на то, что они с нетерпением нас ждут. Письма от матерей, от сестер, от жен были особенно
дорогие, особенно трогательные слова. Там было понятно, что родные, близкие тоже переживают за своих родных мужей, сыновей, братьев. Сөзді террорчылық дабасы бойынша тұтылған Жемил Гафаровна яқын күнлері хастаханеде бақтырмалылар адвокатлары тұтылған Ахмеджет СИЗОсының әрекетіні шикайет етіп болды. Жемил Гафаров әжеле тибби ярдымға мұқтаж. Кечкен ел октябрь айындан башлап оңа керекли илачылар бермейлер. Пек ағыр алда бұлынғанна бақмадан анда çalışқан хадимлер іч әрекет япмай. О үшінші группа сақаты, бүйрек хасталығы ве онен бағлы жүрек хасталықлары бар. Адвокатлар бір қач кере СИЗО ел басшылығына шикайет берді. Бүгінгі махкеме отырышы қапалы режимде башланды. Ам адвокатларының талабындан сон туғанлары ве яқынларыны махкеме салонына кечірділер. Уммен оларақ Гафаровқа қол тұтмақ үшін махкемеге 100-ге яқын ватандашымыз келді. Теперь они, после того, как мы в суд подали, наконец-то они рассмотрели его и вот это направление оформили. Вот теперь они, оформив это направление, сами себя обязали теперь в течение 3 рабочих дней провести это метасвидетельствование. Они должны уже совместно со своими санчастью все организовать и вывести его в соответствующее компетентное медицинское учреждение. Москвада баш прокуратура бинасы янында фааллер Қырым сияси мабуслеріне қол тұтмақ үшін бір кішілік пикетлерге шықты. Айры жаулар сағлығы ве проблемлер олған ве СИЗО шарайтлерінде ярдымсыз қалдырылған инсанларға диққат желп етті. Это проблема людей, политзаключенных, которые находятся в следственном изоляторе, которые тяжело больны, которым нужна срочная медицинская помощь. И она им не оказывается. То есть по правилам, по распорядку должен быть в СИЗО врач, который обследует человека, кладет, направляет или в больницу в СИНы, или даже в гражданскую больницу в тяжелом состоянии. Это по закону. А реально ничего этого не делается. И люди месяцами не могут добиться элементарного обследования. Сегодня мы пришли с одиночными пикетами и подаем заявление параллельно в Генеральную прокуратуру по поводу требованиям привлечь внимание врачей к оказанию помощи 11 человек и параллельно систему СИН. Собственно говоря, вот надеемся на то, что услышим. Что происходит в Симферопольском СИЗО, это нарушение нашего же законодательства. И мне кажется, я видела, что на такие плакаты хорошо реагируют прохожие, даже те, которым неинтересно, там, ой, крымские татары, там, ладно. Но когда они видят, что это люди заключенные, и человек в заключении лишается здоровья и подвергается его жизненной угрозе, это вызывает отклик. $37 миллион 289 bin Украинаны незарет еткен территорияда шымдылық бұ қадар инсан яшай бұ мәліматынан әзірлер шурасы тарқатты. Рақамларыны учысуылнен топлағанлар. Бұ социологларының араштырмалары, мобиль операторлар ве чеші девлет реестрлерден алынғаны мәліматтыр. Қата ең чоқ 3%-ға қадар ола біле. Тек ешғал етілген Қырым ве Донбаста яшағанларынан сайысыны белгілеп оламағанлар. Әзірлер шурасының мәліматына көре Украинада 20 миллион қадын ве 17 миллион еркек кіші яша екен. 16 яшына қадар балаларынан сайысы 5,5 миллион. Нефақаджаларынан сайысы есе 6 миллион. Украина мұстақылығы илян еткені вақыт 52 миллион Украина ватандашы бар еді. 3 методики дали приблизно однаковий результат. 37 мільйонів 289 тисяч осіб наявного населення на території України. Повторюсь, на жаль, ця сума не включає тих людей, які постійно мешкають за кордоном та на окупованих територіях. Максимальна різниця між результатами вийшла 2,86%. Для того, щоб приймати ефективні управлінські рішення, ця похибка вона досить мала. Для ефективних управлінських рішень більша точність не потрібна.
Бірінші кере 11 миллион инсан яшаған шиырны карантинге қапаттылар. Қытайнан Ухань шиырынден бүгінден башлап не тренлер, не учаклар қатнай. Бөлетіп, екімлер вирусның тарқатылуына тоқтатмаға тырыша ойынды 20 инсанны өлдірді. Вируснен насыл етіп, күрешмекні екімлер аляда білмей. Чыннын Ухань ширинден Римге алған сонки сефернын yolculары. Учактан уларны автобусқа отыртып, тибі бақылуға алып кетелер. Усіх пасажирів відвезли в окреме приміщення. Таким чином нам було дуже просто провести скринінг температури всіх 220 пасажирів. Ми впоралися десь за годину. Наші люди готові будь-якої миті відвести хворих до лікарні. Şimdiden iç bir uçak Уханьге бармайжак, Виандан учмайжак. 11 миллион инсан yaşagan шиырны карантинге қапаттылар. Закрити на карантин 11-мільйонне місто – це для нас новий досвід. Раніше ми не вдавалися до подібного і не знаємо, наскільки це буде ефективно. Якщо все вдасться, будемо розуміти, як довго все це триватиме. Шиырде gece kunduz sokaklarını dezenfeksiya yaparlar. Ava liman ve vokzallar çalışmay. Hatta cemaat nakliyatı bugün seferge çıkmadı. Ми живемо в Ухані з сином, а батьки мого чоловіка живуть у Чунціні. Вони чекають, що їхній онук зможе приїхати до них на весняний фестиваль. Зараз ми просто не знаємо, що нам робити. Tamam Ухань ширинден Чин бою sonra ise butun dünyaga yanı tehlikeli koronavirüs tarqatmağa başladı. O insandan insanga keçip pnevmoniyaga ketere 600 insan ziyadendi bu virusqa uğradı. Bu da tek resmi şekilde tasdiqlangan diagnoz adamlar 20 insan elak oldu. Ліків від вірусу немає. Це не бактерія. Його нічим не вб'єш. Лишається покладатися тільки на свій імунітет, якщо захворієш, а це звучить дуже страшно. Hekimler bilgelenene göre tehlikeli virüsün uyatıcısı insandan insanga, havadan keçe. Bunun beraber hayvanlardan da hastalanmak mümkün. Çinlerge azbarda maksus maskalar giymege, da sık kollarını yuvmağa ve çok adam bulungan yerlerge barmamağa tavsiye ettiler. Bunun bir problem çıkabilir çünkü 2 günden memleket en büyük bayramlardan biri Çin yanı yılını kaydedecek. Мої плани на свята доведеться змінити. Вірус розповсюджується набагато швидше в людних місцях, так що доведеться їх уникати. Ухань'den son Çin dayak işer Hungan ve Eczo'nu karantinge kapattı. Ama tehlikeli virüs Çin dışına çıkıp Amerika Birleşken Devletleri, Japonya, Tayland, Cünubi Koreya ve Tayvan'da bile tarqaldı. Hepsi adamlar Ухань'den qaytqan edi. Anna Makarenko, Zaman, ATR. Қырымда ең истидатлы genç oyuncu ve ержыларына белгіледілер. Ахмеджетте жанлы сес 2019 ярышынан гала концерті олып keçті. 30 яш истидат бір санада ойын ve ер номинацияларында күчлеріні сынады. Ярмада да насыл қиын олса да тыры телеканалы башлатқан балалар ярышы 11 ел кечірілі. Сонки yıllar оны Ярмадада Қара Деңіз Продакшн студиясы тешкілете. Тәпсілатлы жа Левқамызда. Yıl devamında bu ballar kastинглерден keçip, hocalarının beraber gala konsertke hazırlık gördü. 500'den ziyade namzetten seçip alıngan 30 en istidatlı bala bir sanada күчлеріні сынай. Teşkilatçılar onlarını yaşlarına göre iki gruppaga böldü. Ademi yer ve oyunlar zemanevi uslupte. Ustazlar ballarını yarışqa öyle hazırladı ki onlar bir çıkışta birkaç türkü ve oyunlarını birleştirip ve çeşit usluplerde icra etti. Canlı Ses bizim en sevimli proyektimiz. Çünkü bu ballar bizge baxt ve gurur bağışlayırlar. Yıl-yıldan onlar yüksek seviyeni gösterirler. Biz de her yıl şu konkursunu daha güzel yapmağa tırışamız. Jüri azaları çıkışlarga kıymet kesip galiplerini belgilegeni vakit Tatlı Ses ve Canlı Ses yarışlarının keçken sene galipleri belli artistlerinin bir sanada çıkış yaptı.
Biz mındamız demek bazıları istemesedi. Kara deniz tarafı bu benim evim. 2019 senenin en yakşı oyuncusu olarak büyükler arasında Edem Nabiyev tanıldı. Küçükler arasında ise Aliye Cigitova. Şevket Süleymanov büyükler arasında Timur Fakhriyev ise küçükler arasında en yakşı yırcı nominasyasında birincilikni elde ettiler. Yarış iştirakçıları diplom ve bakşışlarla beraber para mükafatlarını da aldı. Alkışlar bizim galiplerimizge. Halkımızın ruhunu ko'tarmak, minligimizni ko'stirmak için canlı ses yarışını milli marşımızdan yakunladılar. Karadeniz Production canlı ses 2020 yarışını ilan etti. Yakın vakitte Kırım boyunca castingler keçirilmesi ko'zda tutula. Şevket Matulayev, Zaman, ATR. Bu dakikada netice programması sonuna yetti. Hepinizge hayırlı akşamlar tileyim. ATR'den ise ayrılmanız görüşkенce. Сьогодні у Прайм Муждабаєв. Волонтер, громадський діяч, керівник благодійної організації Мирослав Гай та депутат Дніпровської міської ради Ашер Черкаський. Українська делегація у Давосі. Виступ президента на Всесвітньому економічному форумі. Візит Зеленського до Ізраїлю. Обстріли у зоні розведення сил на Донбасі. Про це і не тільки. Сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом на телеканалі АТР. Личная жизнь правителей Крымского ханства часто скрыта за пеленой истории. Однако она не менее интересна. Кем были супруги Сахиба Гирая? Какую роль играли в политической жизни своей страны? Какие традиции царили при ханском дворе? Главной целью хана было воссоздать передачу наследственной власти своим сыновьям. И придворные уже смотрели на старшего сына хана как наследующего правителя. Смотрите в программе «Алтын Девыр» в цикле «История династии Гираев». В эту субботу, 25 января в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Сахиб Гирай I, хан, основатель столицы. Часть 4. Мен қаялар көксінде, қара қышта, язда, қарлар түбінде, бұрчақ яққанда, яшын-яшынлағанда, уылдап боранлар сызғырғанда, оскен қая япрағы кебе, даянырым. Ұйқысыз, пиясыз өсерім. Керек олса, атешлерде янар. Башымны егімен күрсеге. Ақсызлықтан күсерім. Барсын кімерде аяқ астында таптасынлар дұшманлар. Мен кенеде қол көтермен. Даянырым. Қая япрағы кебе, қаяға таянырым. Вақты келір. Таш қаяларыны тешерім. Эшерім. Чатырларға көтерлерім. Андан эшіттірсіз.
мені. Сес. Энфес. Кырым-татар кавесы. Selam алейкум, хайырлы акшамлар. Сагылатыр телеканалының телесерджілері бүгін программасына девам етесіз. Әдет үзле сізлер үшін студияда мен Гүлсім Халилова çalışам. Ве кележек Қырғыдаққа девамында біз мұсафирлеріміз, нен мұсафырымыз, нен Қырым ве Қырым етрафында yüzbergen сонки ве актуаль хаберлеріні музакере етмеге планлаштырдық. Оның үшін вақыт жоймайып тезден бүгін лаф етежегіміз спикеріні илян етейім. Илме Умеров, Қырым Татар Милли Мешес рейсінің муавины. Селям алейкум, Илмеха. Алейкум селям, сау болыңыз. Мерабаныз, іште келіңіз бөлек хаберінен башлайық субетімізні девам еттірек енді мәлім олғаны кебі Туневан Украинада бірлік күніні қайды еткендер. Өткерілген пресс-конференцияда Милли Мешес рейсі Рифат Чубаров Қырымға бөлі юрушны илян етті. Асылында чуқтан илян етілгенде не вақыт олажағыны қайды етті ве айтып берді Рифатаға. Іште келіңіз оның не айтқаны деңлейік де башлайық. 2 травня 2020 року адміністративна межа між материковою частиною території України і тимчасово окупованим Кримом. Ми збираємося там всі. І ми йдемо до себе додому. Ми переходимо адміністративний кордон. Кого ми бачимо з тими, хто піде з нами? Ми будемо запрошувати членів всіх національних делегацій міжнародних організацій. ПАРЕ, ОБСЄ, Парламентську асамблею НАТО, членів Європарламенту будемо запрошувати. Туневан АТР телеканалының яйынында Европейская солидарность фирқасындан миллет векілі Иванна Климпуш-Цинцадзе бұқыбы тешебусны дестеклеп не айтты діңлейік. Ви знаєте, я вважаю, що це надзвичайно потужна ініціатива, яку виголосив, запропонував глава Меджлісу. Я думаю, що до неї, для того, щоб вона була потужно так само реалізована, необхідно, щоб долучилися не тільки кримські татари. Я вважаю, що ми, як, наприклад, парламентарі, мали би включити всі наші спроможності з точки зору міжнародної парламентської дипломатії для того, щоб залучити міжнародні інституції. Я вважаю, що Міністерство закордонних справ України мало би долучитися до того, щоб цей марш також був підтриманий міжнародними нашими партнерами. Мені надзвичайно, взагалі, видається це надзвичайно такою сильною ініціативою і переконана, що ми будемо її підтримувати як фракцію Європейської солідарності, так і будемо переконувати інших колег у парламенті щодо цього. Демек, бу айтты Ивана Климпуш-Цинцадзе, бұндан евелі Рифатаға Чубаровны да деңледік. Демек, 2 майыс күні Қырымға юріш башлайжа. Қырым меморий сыңырыны инсанлар кечіп, Қырымға кірмелері планлаштырыла деп да бір кере Туневан Рифатаға да қайдеттасында Елмеға не үшін 2 майыс күні деп бөле бір санны сечтіңіз?
Men bu sualga javob berip olamam, chunki men tam so'ngini ajib bilmayim. Ne uchun Refat Chubarov 2 mayısni teklif etdi. Men bilsem uni çok farkı yok. Bekim 3 mayısda Mustafa Aga'nı Kırım'a yollamaganları üçün ona yakın bazar kununu alıp, ona en yakın bazar kunu 2 Mayıs geliyor. Bekim ondan algandır. Çünkü biz o meseleden men kimseden laf etmedim. Bu asıl büyük bir merasim olmak gerek. Birinciden Kırım Tatarları iştirak etmek borçlu, meclis azaları iştirak etmek borçlu ve bütün dünyadan teklif edeceğimiz ondan başlap YS, NATO, bilmem OBSE, Avrupa Parlamentı'nın vekilleri ve özümüzün parlamentin deputatları, ben bilesem hükümet te çalışkan ve bu suallerle uğraşkan insanlar, ular çoksa ya da hepsi iştirak etse güçlü bir aksiya olur edi. Ya, mına siz ayttınız ki Kırım Tatarları bu aksiyada, bu tedbirde iştirak etmege borçlu ve Milli Meclis azalarını da kaydettiniz. Malum olğanı ki hakikaten Kırım Tatar Milli Meclis azaları seçilgeni vakit Bakşasaray'da yer barası Kırım Tatar bayrağını opup Çelebijihan'ın antitken men marşının ozını böyle Kırım Tatar halkının temsilcileri dep gösterdi ve bu işini devam ettirdiler. Olardan bir kaçı satqın çıktı da kene de hepsi Milli Meclis azaları bu aksiyada iştirak edecek mi sizce? Kırım'dan çıta olganları hepsi. Yani Ukrayna kıtasında bulunan hepsi Milli Meclis azaları yürüyüşke ketecek. Tek meclis azaları değil, asıl men Kırım Tatarım degen, asıl menligi olgan Kırım Tatar, o etken men marşını sözlerini hatırlap, özü üçün karar almak. Nasıl işler alıp barıla? Kimden koruşuli Milli Meclis azaları belki birisinden koruş edirler? Yani ne kadar insan geleceğine işanasız? Bu elbette ki bularını bilmek için işler alıp barılganın neticelerini görmeli. Buna nasıl işler şimdi alıp barıla? Ne yönde? Şimdi pazar ertesi günü понедельник toplaşıp yapacağımız ve штаб teşkil olunganını ilan edeceğimiz. Ondan son bütün siz soragan işler başlanacak. Штат teşkil olunganı bu böyle iş grupası dep aytasız, doğru mu bu mesele boyunca? İş grupası değil, biz onu штаб diyeceğimiz. İş grupası desen de bekim kelişer ama штаб olacak ona. Bu ştabın faaliyeti neden ibaret olacak? Yani nasıl çalışacak? Kim anda müracaat edebilir? Nasıl olacak? Teklif etken insanlar çok. Hepsi razı olacakım, olmayacakım bakarıq. Onun için pazar ertesi günü teşkil olgan son hepsini aytıp bererek. Şimdi da erte. Bundan evvel yani erte olmagan, endi olup geçken bir kaç haberini laf etmek isterdim. Çünkü benim ve bizim görgenimizge göre Milli Meclis azaları bugün bir toplaşıvı, bir koruşuvu var. Sonra geçenlere Estoniyanın elçisinin de koruşmeler olup geçti. Bundan evvel Baltiya devletlerinin birkaç temsilcilerinin, sonra Frankistan elçisinin ve ilahri koruşmeler olup geçti. İşte onların neticelerinin paylaşabilirsiniz mi? Ne aytalar aslında bu diğer devlet temsilcileri? Olar bu marşka, bu yürüyüşke kol tutalar mı? Belki barmağa istegenlerini de beyan ettiler. Ne ola? Barmağa istegenlerini men tayinlep olamayım. Eli sual koyulmadı ama koruşularda olgan başka meseleler sırasında bu meselenin de ille aytıldı. Bu mesele de ille aytıldı. Daha men sizin desteklemeyeyim degeni çıkmadı, görmedim. Ya mına geçenlere bu Estonya elçisinin laf ettiniz. Bu görüşmenin tavsiyatlarını paylaşabilirsiniz mi? Çünkü siz de anda бар ediniz, anda ne ayttılar, ne bildirirler, nasıl kaydettiler? O addi bir görüşü. Başka devletin temsilcisinin görüşmek ve özünü problemaların hakkında aytmak
bizim borcumuz ve unende uğraştık. Sualler arasında ilerideki yıllarda ularda Sovet Birliği'nden çıkış vakitleri olan problemalar günlerinde biz onların destekleyen edik, o vakyalarını hatırladık. Ve yakın vakitte tarihçi Gulnara Bekirova arşivlerden tapkan bir dokument bağışladık Büyükelçiге. Anda yazılıydı 89 senesi Kırım Tatarları Kırım'da miting ötküzgeni ve kabul etken rezolüksiyalarda Pribaltika devletlerini desteklegenini bildiriydi. Bundan başka elbet problemalarımız hakkında Mustafa Ağanen, Rifat Çubarov söz yürüttiler. Bütün problemalarımızla tanış ettik. O da bizim desteklegenini ve bu uzak yıllarda biz onlarını desteklegenimizge kıvanganını aytты işte. Anladım. Ya mana eğer ki kaytsak bu yürüyüş meselesine bugün böyle meraklı bir beyanatını yaşattık bu demek Poklonskaya'dan. Onun aytkanına göre böyle aytkan bu yürüyüş teşebbüsüne böyle cevapını bergen okuyum Rus tilinde. Но мы вас будем ждать и после Великого похода на Крым поможем устроить автопробег по полуострову. Для этого даже выделим праздничные автозаки деп айтқан Поклонская. Нас не дерс bu айтқанларына? Автозаки пробег. Ne demek mülkün? Ular cinayetçiler bizim toprağımızı işgal ettiler, kullanalar. O ile bitmek borçlu ve biz özümüzün aksiyalarımızla göstermek gerekmiz problemamızın çözülgenini istegenimizle. Neticede çok şey olabilir. Автозакlarga da düşmek mümkün ama korkup da yolga çıkmamak olmaz. Mında aslında o mesele var da çünkü güvenlik meselesi, hafsızlık meselesi aslında bu yürüyüş ilan ettilgeninden son ilk gelgen ve insanların merak etken suallerinden biri ya güvenlik nasıl olacak? Bu güvenlikni, hafsızlıkni kim temin edecek? Çünkü eğer ki Kırım'a barmak da kaytmamak da var, Kırım'a barıp kaytmamak da var. Sonuçta öyle de olabilir. Yani Rusların ne yapacağı belli değil. Bu meseleye nasıl bakasın? Aslında haflı da. Şimdi ştab çalışıp başlasın. Biz daha eleştiriler çok eşiteceğimiz. Son hepsini bir terazide koyup ştabın işi devam etken vakitlerde kararlar şu günge gelişken kararların kabul edeceğimiz. Ama sizin şahsi fikriniz neden ibaret? Yani bu yürüyüş sizce haflı olabilir mi? Çünkü Rusların ne yapacağı belli değil. En çok ne yapıp olurlar? Автозакка oturtarlar. Ondan çok değil. Mına sizin düşüncenizge göre ve bu mesele boyunca kendi songa bereceğim sual daha bir çok haberlerimiz var, onların da müzakere etmeye planlaştırırız. Aslında sizin düşüncenizge göre koygan maksatqa erişebilecekmiz mi bu yürüyüşten ketsek? Bilesizim, sonki vakitte Ukrayna'da prezident değişti, siyaseti de azça değişip başladı. Bir şeyler yavaş yavaş belli ola. Kırım teması birinci sayfelerden yok olup başladı. Onun için bizim hareketlerimiz bu meseleni birinci sayfelerge kaytarmak. Çünkü onsuz problemamız bir vakit özünden özü çözülmez. Birinci bu problemanı biz ortaga koymak borçlumuz. Bizden başka onu kimse yapmayacak.
Biz качественно çalışsak, etrafımızda hem dünyadan kelgen hem Ukraynadan koşulgan milletvekilleri ve kimge bir bu meseleler adamlar çokça olar. Вы мына яна үкімет денішті деп айттыңыз да, мен де шуны да сұрайжақ едім. Я сіздің түшінжеңізге көре, чөнки базы Зеленскийнің әрекетлері бойлы қошсыз деп келеді ештеміз, бұларны көреміз. Сіздің түшінжеңізге көре, бұл яна кемиет, бұл кібі теше бұслерге қаршы чықмазмы? Чөнки менің анлағаныма көре, бұл япылған, бұл фаалиет, бұл тедбір да бойлы яна кемиетке бір сигнал кебі. Енді сұсмаңыз, сізде бір şeyler yapınız деп тоғыр дегел ме? Evet, biz ularga ele signallar beremiz. Ular karşı çıksa, kene de ona göre pay biçerimiz. Onu da koz aldına alırmız. Şimdi biz göremiz, merasimden merasimge, sabıtiyadan sabıtiyaga, bu yani prezident Kırım sözünü aytmaga korka. Putin'den o kadar korka ekin. Kırım sözünü asıl kullanmay. Sanki yok o mesele ortada. Сіздің түшінжеңізге көре, бұл алда, егер бұл үкімет бойлы болса, чөнки Порошенко вақтында да бір чоқ әлбетте ки біз істеген şeyler yapılmadı, fakat Кенеде акимиет янында да çok Kırım Tatarları ve onlar böyle Kırım mevzusu içerisinde bulunaydılar. Şimdi bu Kırım mevzusu içerisinde temsili organı böyle da çok koşmaylar gibi keli. Bu neyle bağlı? Belki biz yanlış bir şey yapamız, belki daha yeterli kadar yapmayız bu akimiyetin müzakereler meselesinde. Ya da nasıl olmalı, nasıl это bu münasebetlerini pekitmek yani hakimiyetin? Bekim biz bir şeylerin yapmaydırıq, bekim az yapadırıq, bekim daha çokça faal olmak gerek. Onu da analiz yapmak gerek de, o'zini hareketlerini de açık düzeltmek mecbur olacağımız. Ama devletin yol başçıları gerçekten de Kırım meselesini çetke çekmege tırışkanları görünüyor. Onu da başka güçlerinin, demokratik güçlerinin birleşip Ukrayna'nı düzeltip son beraberlikte devam eder Kırım'ın işgalden boşaltmağa. Ama sizin düşüncenize göre ne yeterli değil, ne yapmak gerek edi de biz mesela yapmayımız, aytınızda yapayık. Böyle bir kereden ben öyle sualge cevap verip olamam. Çünkü bizim hareketlerimiz olğanı dayın görünüyor ama neticesi yok. Kaysı birinci yerde, biz az hareket yapkanımız birinci yerdem. Ya da yani devlet yol başçıları bu meselelerin bakmaya istemegenleri birinci yerdem. Onu çukur analiz yapıp son neticelerini doğurtmak gerek. Anladım. Bugün Prezident Zelenskiy endi onun hakkında laf etmeye başladık da bugün malum olğanı gibi o İsrail'de Kuddus'ta buluna ve demek anda bergen intervyularından birinde aytkanına göre demek şimdi o Ukrayna yani o Vladimir Zelenskiy Rusya prezidenti Vladimir Putin'in Rusya territoriyasında bulungan siyasi mabüslerinin azat etülüvü ile bağlı müzakerelerini yürüteyken ve Kırım Tatarlar hakkında da aytты Zelenskiy. Keliniz onun bu beyanatını tafsiyatlıca dinleyik. Два трека, два списка. І список ми погодили у Мінську, що зараз будемо встановлювати ще, доповнювати список встановлених осіб. Будемо готувати цей трек обміну з тимчасово окупованими територіями. І окремий трек ми вже почали розмову з Російською Федерацією щодо обміну наших українців, всіх, включаючи кримських татар, українців, різних, які знаходяться на території Росії. İşte Kırım Tatarlar hakkında da aytты Zelenskiy. Siz bu onun beyanatına nasıl bakasınız? Aslında malumatlarınız var mı? Bu cedvellerini kim tızdı? Kim isimlerini verdi? Kim var bu cedvellerde? Cedvellerde hepsi var. Kırım Tatarları da hepsi.
Ама мен шынды айтқан сөздеріні мен де өзіме yazып алдым. Русша айтайым да. Украина начала переговоры с Россией об освобождении всех украинских граждан, которые находятся в плену ЛНР, ДНР и в России. Крымын аңмады. Об этом заявил президент Зеленский, передает пресс-служба офиса. Вешімді dinlegенімізге көре, в том числе и крымские татары деп айтты. 2 трека, 2 списка. Список мы согласовали в Минске. Будем дополнять перечень установленных лиц. Будем готовить этот трек обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев, всех, включая крымских татар, других граждан, находящихся на территории России. Демек шынды оккупированный территорияларға тек ЛНР, ДНР кіре, ве территория Россияға Крым кіре деген дайын аңнашыла бұл айтқан сөздерінден. Крым татарлары кіре Русия içinde olған мабуслер сырасына. Сізде елі фікір доғмады бұл малуматын дейнегенде яда баққанда? Мен білесізмі, мен кенеде яқшы бір тарафына умут етмеге çalışам, умут етем ке Зеленский оны айтмаға істемегендір, белки лафларны бозды, яда ойле олды, ойле айтып берді. Яғни мен да яқшы шейлерге умут етмеге істейм. Я сіз насыл қабыл еттіңіз бұл бейанатын? Русияда олған мабуслер деген вақытте, Русияда ве Крымда олған мабуслер деген олса, аңнашыла еді. Шынды бүтін Крым татарлар бір қачтане Украин мабуслерінің арасында олған инсанлар епсі Русияға кірсетілді. Ама оларын чоқсы Крымда апсысте болуналар. Onun үшін Крым демегені мен үшін хафлы бір сигнал. Умут етеміз ке кенеде Зеленский яңлышты бұларына айтқанына көре, чүнки бұл бірінші дегіл яңлышқаныны біз чоқ сеферлер көрдік, ешіттік, тежірибесізлік белки неденінден, яда башқа бір себеплер бар. Яғни бұна умут етмеге істейміз, фақат кенеде сізін түшінженізге көре. Егер ке Крым ве Русия территориясында тұтылған саяси мабуслерні ақында айтса, бұларының нәтижелерін көре білежекміз ми? Сізже бұна ишанмаға керек ме бұл сөздерге? Бет ишанмаға керек. Ама оны да бір тарафы бар. Оны ақында білмейм, түшінелерім, түшінмейлерім біз айтқан едік омбудсменге у мәселе ақында. Шынды мисал үшін епсіні бошаттылар апсқан еден, алып келділер Украинаға, 80 дане Крым татары олажақ оны арасында. Епсіні бошатсалар. У 80 дане адамын артынан 1000 адам хоранталары кележек. Демек Крымдан да 1000 адам айырылacak. Bu tarafı pek haflı. Çünkü Krım'a kaytarmaylar, материкке кайтаралар. Яғни бұның үшін егер азат етілсе, саяси мабуслеріміз бұларының азат етілуінден сонда оларға қалма ве дегер бұл проблемлерді чезмек керек олacak анлағаныма көре. Бұл проблемаларын енді біздің қаршымызға шығacak бұл проблемалар епсі. Я мұна мен шыны сұрамаға істейм. Көреміз ке Зеленскийнің айтқанына көре демек базы бір жедвеллер бар ве Русия территориясында, яғни оның айтқанына көре тұтылған Крым татарларының жедвеллері де бар. Асында Крым татар милли мечісі бұл жедвеллерінің түзілуінде бір роль ойнады ма? Белки де Зеленскийнің командасы тақымы мұражатта болынды милли мечіске. Насыл шынды мұнасебетлер бұл месле этрafında? Қысқа жауап берейін, иштирак етті. İştirak etti. Evet. Çünkü sonki vaqtlara biz böyle eşitemiz ki demek Zelenskiy'nin takımı ile muzakereler ve münasebetler böyle pek değil bir vaqtları olğanı gibi yani diğer prezidentinin komandasının demek onun yardımcılarının telefonlarını bergen Zelenskiy fakat kenedi işte bağlanmak imkanı yok. Bunlar doğru mu? İştirak etkenimiz gerçekten de iştirak ettik ama ombudsmanın bağda olup prezidentten değil.
Ве мына саяси мабусер меселесini devam ettirsek, bu günleri böyle hayırlı haber деп айтмага мүмкін. Кенеде yüz berdi, не çıktı. Çünkü bizim iki tane siyasi mabusumuz Rustem Vaitov ve Nuri Primov o'zinin tutulgan hapishanelerinden azat etildiler ve endi Kırımga kelip çıktılar. Bugün biz onlarni eshitdik, ko'rdik. Ular bundan bağlı o'zlarining fikrlarini bildirdiler. Keliniz dinleyik siyasi mabuslardan birini ne aytgan azat etilgan so'ng. Нас народ ждет очень давно. Было ясно из писем, которые они нам отправляли. Чуть не в каждом письме было указание на то, что мы за вас молимся, мы о вас помним, вы в наших дуа. И все желали, чтобы мы поскорее вернулись домой, и все указывали на то, что они с нетерпением нас ждут. Письма от матерей, от сестер, от жен были особенно дорогие, особенно трогательные слова. Там было понятно, что родные, близкие тоже переживают за своих родных мужей, сыновей, братьев. İşte siz bu haberge nasıl bakasınız? Eğer böyle biraz analiz etsek, demek kanunsuzca bizim sizin vatandaşlarımızı tuttular. Kanunsuzca mahkeme ettiler, hapishanege taşladılar ve demek olar hapishanede olarga çıkarılgan hüküm 5 yıl oldu. Bu hükümünü oturup şimdi serbestlikке çıktılar. Bunu aslında serbestlikке çıkmak deyip adlandırmak mümkün mü? Şimdi tırışarım cevap vermege. Asıl mına bu haksızlar hakkında aytkan sözlerinizni başlamak gerekedi, işgal ettiler Kırım'ını ve ondan sonra bütün haksızlar başlandı. Şimdi 5 yıl oturup çıktılar. Bizim o kadar hareketlerimiz şahsi bu iki tane insana yardım etip olamadı. Yazıklar olsun. Ama biz de hepsi adamlar gibi kuvanamız. Daha iki tane adam azat olunganına. Ama azatlık mı bu, azatlık değil mi? Daha bir tarafçığı var. 8 yılga administrativni nadzor yapacaklar onların Kırım'dan çıkmaya imkanı olmayacak. Demek bu nakazaniyanı, bu cezanı 8 yılga daha uzattılar. Bu da bir ceza. Ben 1,5 yıl Kırım'dan çıkma imkanım yok edi. O kadar bezdire, o kadar sıka, ama bu adamlarga elbet hapisten son, türmeden son azatlık dayın görünecek. Ama 1-2 aydan son başlayacak sıkmağa. Çünkü imkanları dolu değil. Ne olsa da eksine de hayırlı olsun demek isteyeyim ve bütün halkla beraber kuvanganımını bildirmek isteyeyim. Çok sağ olunuz ve gelecek meselelerge geçsek, şunu kaydetmege isterim. Ukrayna'da birçok akkorçulayıcı ve medya teşkilatları jurnalist Aras İbragimov'un Kırımga, işgal etilgen Kırımga kırışını yasak etkenleri için böyle takbihte bulundular. Keliniz onların ne aytkanını dinleyip de devam edeyik. Такими діями держава-окупант Російська Федерація намагається перетворити Крим в інформаційне гетто і позбавити можливості працювати там навіть тих нечисленних фрілансерів, які, незважаючи на ризики і загрози, продовжували їздити до окупованого півострову. У зв'язку з цим вимагаємо від Російської Федерації припинити переслідування незалежних журналістів в Криму, скасувати заборону на в'їзд та забезпечити безперешкодний доступ до Криму українським журналістам, щоб вони могли вільно виконувати свою роботу.
Aslında Elmияға бұл сербеслік сөзі etrafında бірçok проблемлер енді 6 yıldan beri yüz beri. İşgalciler işgal etілген Қырымда сербеслік сөзіні асыл да yok etmege тырышалар. Енді журналистlerinin кырышыны ясақ етелер. Бірçok журналистlerге işte hükümler çıkarıla, vatandaşlık jurnalistleri tutula. Bunun ogunu aldırmak için bir şey yapmağa mümkün mü sizce? Ya da sadece oturup izlemege ve takbih etmege şimdi imkan var? Sadece oturup izlemege olmaz. Mutlak hareketler yapmak borçluyuz ve bu hareketlerin dünyada da desteklegen teşkilatlar ve devletler çoklaşa berse, sanksiyalar güçleşe berse, Rusya'nı mecbur etseler kaytarmağa Kırım'ı Ukrayna'ga ve işgal bitken son evet bu hepsi şeyler doğrular. Şimdi evet hepsi ondan başlana, işgalden başlana. Bu işgal meselesinin çözülüp yollarından biri sizin Milli Meclisinin ve Mында bulungan Kırım Tatarlarının kayıt etkenine göre muhtariyet meselesi olabilir. Çünkü Kırım Tatar halkının muhtariyeti kabul edilmesi Kırım işgalinin yani Kırım serbestliğini yakınlaştırabilir dep böyle şiarlarda bulungan ediniz. Sizin düşüncenizge göre Zelenskiy'nin takımı aslında bu muhtariyet meselesine şimdi nasıl bakar? Sonki verilgen suallerden iyi anlaşıldı ki Zelenskiy'nin bu meselede böyle bir şey anlamağını bir seviyede ama belki endi anlatmalar işleri alıp barılgandır. Belki endi sizin yanı malumatlarınız var. Hazır mı bu takım? Hazır değil mi? Yazıklar olsun, bir türlü Avgust'tan son bir türlü kontakt olmadı Zelenskiy'nin şahsi özünden ve özünün hareketlerini açık analiz yapsan görüne bugünkü yayını başladık o sözden Kırım sözünü aytmağa korka dep belki bu sözden de bitireceğimiz. Gerçekten de insan Kırım sözünü kullanmağa korka. Ne mümkün ondan beklemege tek Ukrayna'nı serbest koysa, boşatsa belki faydası çokça olur edi. Ama bu Kırım dep aytmakның bir faydası var mı? Çünkü baksak Poroshenko'ga o Erkunler sani aytaydı, Kırım Tatarlarını destek etem dep aytaydı ama o da muhtariyet meselesini çözmedi. O da lafta kaldı, sadece sözde kaldı. Belki hareketler endi olur Zelenskiy'den laf etmege sevmesi. Olabilir. Hareketler de olabilir. Poroshenko vaktinde bekim kene özümüzden de kıdırmak mülkün ayıbını bekim gerek derecede yapmadık, bekim gerek sözler tapmadık, bekim başka bir şeyler sebepçi olgandır. Gerçekten de çok söz eşittik ama en esas mesele çözülmeyip kaldı. Şimdi en esas meseleden daha az uzakçamız çünkü Kırım sözünü almağa korkan soyu geldi. Mında Kırım sözünü almağa korkan prezident geldi dep aytkanınızla beraber işgalci hakimiyetler Kırım ile bağlı işlerini devam ettire ve misal olarak Kırım ve Akyar arasında sınırlarının koyulması ile bağlı böyle bir vesika imzalagan işgalciler ve bu hafta o Kırım'da daimi temsilcilik özünün beyanatını bildirdi. Keliniz ne aytkanlar dinleyik. Безумовно, жодної юридичної сили ці домовленості не мають. Росія не має ніякого права ухвалювати будь-які рішення щодо адміністративно-територіального поділу Криму. На міжнародних майданчиках ми завжди говоримо, і це відображено в резолюціях різних організацій, що Автономна Республіка Крим і місто Севастополь, як дві окремі адміністративно-територіальні одиниці України, тимчасово окуповані Росією. Anton Karinevich'nin beyanatını dinledik. Kırım'da daimi prezident temsilcisi. Elmияға, nasılsınız siz bu işgalcilerin teşebbüsüne bakasılar? Bunun ne göstermege istey Kırım ve Akyar arasındaki sınırının böyle koyulmasının? Asıl hak hukuk degen
проблема жоқ галва бұлардың кафаларында. Не көстерек жегіні өзлерді аңнатып оламазлар. Чүнки Украинада олғанда да Автономная Республика Крым ве город Севастополь айырды административный единица еділер. Бұларда білмейм, не стилер көстермеге, керчектен де не айтacağım білмейм. Ama sizin düşüncenize göre Akhyar'ın bu mahsus statusunu Ukrayna lağu etmeli mi ya da yok? Mutlak. Ben o fikrin Ukrayna zamanlarında da aytaydım. Şimdi de tekrar etmege mümkün. Kırım bir tane единица olmak borçlu ve o единица Ukrayna'da olmak borçlu. Çünkü çok sıralar ayta ki bu Akhyar'ın mahsus statusu Kırım işgaline yol bergen bir şeylerden biriydi o zamanda. Akhyar'ın statusu Черноморский флот, Ukrayna'nın yolbaşçıları sonuna kadar ne kadar опасность olganını saymayediler ya da sonunacı saymayediler. Sonunacı ne kadar haflı olganını duymayediler, anlamayediler. Çok sağ olun. Selmi Umerov, Kırım Tatar Milli Meclis Reisinin muavini biz ile canlı yayındaydı. Çok sağ olun sizlerge Elmi ağa. Biz ise bu bölükni saygılar arkadaşlar yekunlemek mecburiyetindemiz. ATR telekanalının YouTube sayfasına abone olmağa unutmanız ve bir dakikadan Prime programması Aydar Mujdabayev ile devam ede seyretiniz. Hoş geldiniz. Личная жизнь правителей Крымского ханства часто скрыта за пеленой истории. Однако она не менее интересна. Кем были супруги Сахиба-Герая? Какую роль играли в политической жизни своей страны? Какие традиции царили при ханском дворе? Главной целью хана было воссоздать передачу наследственной власти своим сыновьям. И придворные уже смотрели на старшего сына хана как на следующего правителя. Смотрите в программе «Алтын-Девыр» в цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 25 января в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Сахиб-Герай I, хан, основатель столицы. Часть 4. Во время войны он был одним из руководителей подпольной организации и партизанского движения в Крыму. Это не уберегло его от депортации из Крыма, как и остальных героев войны – крымских татар. В местах изгнания Мустафа Селимов был одним из тех, кто стоял у истоков национального движения за возвращение своего народа на историческую родину. В партийных органах ему неоднократно предлагали вернуться в Крым, но он всякий раз отказывался, отвечая, что вернется на родину только вместе со своим народом. Мустафа Селимов – один из руководителей Крымской АССР, активный участник национального движения крымско-татарского народа. Смотрите в субботу, 25 января в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Dayan Kırım'ım. Biraz daha sabreyle. İraden büyük. Kar tübünde algul olup açasın. Sel olup ufak tüfek taşını yoldan yuvasın. Dakkaya gibi susup dursan bile.
Даян, тышсылып, юмрукларны топлап, sevgіңе, дүлберлігің, чеберлікке тең жоқтыр. Тамырсыз құры құрай кебі кечкенлер çoğdur. Кетежеклер, теніңе остыкенін саплап. Сауышыр яраң, сені güzel бақча япармыз. Біз үшін бүгін қара бияз, дос дұшманың биян oldu. O қара қалплер үшін де белкі сайлы күнлер қалды. Evladım, kartal kalkın, kanat yayarmız. Доброго вечера. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для страны темы и приглашаем в гости наиболее интересных собеседников. Сегодня у нас их двое. Оба они люди известные и мне тоже лично давно знакомые. Это Мирослав Гай, волонтер, общественный деятель. Ассаляму алейкум. И это Ашер Черкасский, тоже общественный деятель, волонтер и депутат Днепровского горсовета. Но все-таки не все про них все знают, поэтому мы просили нашу съемочную группу сделать визитки наших гостей. Посмотрим, а потом продолжим. Мирослав Гай, 38 років, народився у Києві. Викладач акторської майстерності та майстерності телеведучого. З листопада 2013 року активний учасник подій на Майдані. Отримав спеціальність командира механізованих підрозділів. Гвардієць першого резервного батальйону Нацгвардії імені генерала Сергія Кульчицького. У травні 2014-го разом із Сергієм Шевчуком піднімав державний прапор на телевізійній башті Слов'янська на горі Карачун. У серпні 2014 року створив і очолив благодійний волонтерський фонд «Мир і Ко». Волонтер, громадський діяч. Мирослав Гай. Саме зараз на АТР. Ашер Йосиф Черкаський, 50 років, народився у Феодосії. До початку збройного конфлікту в Україні займався бізнесом. Старший сержант полку МВС особливого призначення Дніпро-1. Голова постійної комісії міської ради з питань промисловості, підприємництва та торгівлі. Депутат Дніпровської міськради. Ашер Йосиф Черкаський. Саме зараз на АТР. Я не знаю, что писать. Ну, вы помолчите, потому что вы люди скромные, а я продолжу. Я забыл главное сказать, что оба этих прекрасных парня, они ветераны войны с Россией. Вот, это для меня как само собой разумеется, поэтому вот сейчас визитка напомнила мне, чтобы я еще раз это подчеркнул. Я просто сержант. Я просто сержант. Ты уже лейтенант. Лейтенант. Ну, да. Как это, кто там должен первым говорить, я не знаю вас. Поэтому я его не был. Сержант знает больше, чем офицер. Это точно. Вот. Я, кстати, напомню, что по ходу передачи вы можете звонить нам по Вайберу совершенно бесплатно. +38 код Украины, дальше 073-419-4158. Посмотрите на экране, телефон этот имеется. В Вайбер набирайте, вообще без проблем задаете вопросы Мирославу или Ашеру. Или же даже можно по скайпу собственным лицом позвонить atr.tv. Тоже долучиться до нас. Главная тема сегодня, не знаю, будут ли со мной спорить мои гости, но сегодня это то, что происходит в Иерусалиме. Почему так? Потому что круглая дата,
75 лет освобождения Аушвица в эти дни. И к этому приурочен форум большой в Израиле, World Holocaust Forum называется. Ну, форум, как бы, если так говорить, памяти жертв, поминовения жертв Холокоста, самой большой человеческой национальной трагедии 20 века, унесшей жизнь 6 миллионов евреев, из них 1,5 миллиона детей. И вот 22-23 февраля этот форум проводится. Он стал одним из крупнейших в истории Израиля мероприятий с участием иностранных лидеров, то есть не просто поминовение, это еще и дипломатический акт такой. Значит, принимает участие более 60 делегаций из разных стран мира, включая 45 королевских особ, глав государств, правительств, спикеров парламентов и так далее. Но нюанс в том, что одним из гостей, одним из VIP-гостей этого форума был приглашен нынешний фюрер России Владимир Путин, человек, который разрушил послевоенное устройство мира. Но это не смутило ни руководство Института катастрофы Яд Вашем, где проходят эти мероприятия, ни руководство Израиля, которое, я думаю, принимало решение, Бенджамин Нетаньяху и так далее. Он как бы представляет Советский Союз в антигитлеровской коалиции, ну как бы в антигитлеровской коалиции, там еще выступал вице-президент США там, и так далее, француз. Как бы считается, что Советский Союз олицетворяет Россия нынешняя, является правопреемником. Почему-то не украинский президент там выступал, где большинство жертв Холокоста на территории бывшего СССР, не президент Польши, который отказался, поняв, какой будет формат. Вот. А наша делегация поступила, приняла какое-то Соломоново решение такое. Сначала вообще президент Зеленский, по нашим данным, он не хотел туда ехать, ну, не хотел быть статистом, как и Дуда. Но потом все-таки что-то на это повлияло, он принял решение ехать в Израиль, однако в последний момент было озвучено такое решение интересное, необычное решение. Украинская делегация во главе с президентом Зеленским не участвует в официальной церемонии памяти жертв Холокоста. Владимир Зеленский рассказал, почему. Давайте послушаем президента Украины. Сказав таку інформацію, що декілька міністрів з уряду Ізраїлю, вони віддали свої квитки людям, які живі. Слава Богу, вони живі, але вони пережили це нещастя, пережили Голокост, і вони в Ізраїлі, і багато з них українського походження. Тобто, я одразу сказав, якщо ми можемо віддати, давайте віддамо всі наші квитки. Мені здається, там найголовніше, що ми вшановуємо пам'ять. Найголовніше, що ми знаходимося тут, що ми можемо сказати теплі слова. Ну, мы понимаем, сейчас мы начнем обсуждать, вы готовьтесь оба. Я дочитаю свою часть молитвы до конца. Вот, понятно, что это был очень дипломатический ответ. Мы видим, как, ну, из каких-то соображений, возможно, из соображений обмена державными лицами, но президент Украины старается не упоминать в негативном контексте имя российского президента. Хотя понятно, что, ну, не бывает такого, чтобы одна делегация одной страны встала и ушла в полном составе, не пришла, да, все остальные сидят, хлопают и так далее. Хотя, подчеркиваю еще раз, решение абсолютно правильное Зеленского, потому что мы посмотрим позже на то, что Путин там говорил. Невозможно, конечно, это слушать совершенно и аплодировать, и сидеть рядом с аплодирующим. Этому президенту Украины нельзя. Это решение абсолютно правильное со стороны Зеленского. Однако в мемориальном комплексе Яд Вашем, я думаю, все мы там были, я так несколько раз был с детьми. Это очень хороший комплекс и просто потрясающий. В каждой стране должен быть такой музей. И музей Голодомора, и депортации должен быть и в Украине обязательно такого уровня. Но вот прокомментировали это решение Зеленского. Они объяснили, что те, кто выжил в Холокосте, обратился к ним с просьбой присутствовать на форуме, на этом социально большой церемонии, получили такую возможность. Теперь цитата от руководителя Яд Вашем. Нам непонятно решение президента Зеленского, и мы сожалеем, что он сделал такой шаг в мероприятии под названием «Помним Холокост, боремся с антисемитизмом», конец цитаты. То есть как бы упрекают президента Украины. Для них, понимаете, непонятно такое решение. Ну, непонятно, что Украина воюет с Россией. Ну, бывает такое. 6 лет прошло, непонятно. Люди, изучая всю жизнь историю Холокоста Второй мировой, не поняли до сих пор ничего, что происходит в мире в этом послевоенном. Оторвитесь от книг, от исторических фактов, вот очень важно. Но иногда надо смотреть на политику, если вы политических лидеров в свой музей зовете. Да? Зеленский посетил стену плача, что я считаю абсолютно правильным решением.
Они вместе с главным раввином Киева, с раввином именно Систины Плача, они там почтили память жертв Холокоста. Абсолютно естественный, нормальный поступок. Вместо того, чтобы с Путиным сидеть, тут нет никакого вопроса. Вот. Ну и самое омерзительное позже было в зале в этом. В зале прямо, я так понял, что это, знаете, ребят, это там нет помещения такого, это сделали такой натяжной потолок, видимо, и там прямо видны памятники со сцены, чуть не детям, жертвам Холокоста, вот там какое-то место есть, такое пространство, его огородили, да, его поставили там стулья, крышу натянули на всякий случай, вот, чтобы там все было нормально. И вот во всей этой обстановке, в присутствии действительно выживших жертв Холокоста, в присутствии огромного количества мировых лидеров, в первом ряду сидел Владимир Путин, слева от него сидел Беньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля. Равлин, президент, сидел следующим, справа сидела, не помню кто. Ну, короче, это уже не важно. Мы сейчас посмотрим, все это мы смотреть не будем, там 7 минут Путин вещал, но просто для того, чтобы это обсуждать, надо это услышать хотя бы в прямом виде. Послушаем нового русского фюрера. Да? А? Потерпим, да, ради правды и справедливости. Посмотрите, что там он нес. Память о Холокосте станет уроком и предостережением только в том случае, если она будет полной, без изъятий и умолчаний. К сожалению, сегодня память о войне и ее уроки, наследие, все чаще становятся объектом политической, сиюминутной, текущей конъюнктуры. Это абсолютно недопустимо. А долг современных и будущих политиков, государственных и общественных деятелей – защищать доброе имя живых и павших героев, мирных жителей, жертв нацистов и их пособников. Для этого важно использовать все возможности – информационные, политические, культурные, авторитет и влияние наших стран в мире. Уверен, что все, кто присутствует здесь, в этом зале, на форуме, разделяют такие озабоченности и готовы отстаивать вместе с нами правду и справедливость. И мы несем все ответственность за то, чтобы никогда не повторились страшные трагедии прошедшей войны, чтобы будущие поколения помнили об ужасе Холокоста и о лагерях смерти, о блокадном Ленинграде. Пример только что сказал Нетаньяху, что мы сегодня открыли памятник здесь, в Иерусалиме, жертвам блокады Ленинграда, о Бабьем Яре, о сожженной Хатыне, о том, что надо быть бдительными и не пропустить, не проглядеть, когда появляются первые ростки ненависти, шовинизма, антисемитизма, когда исподволь начинают потакать ксенофобии и другим проявлениям подобного рода. Забвение прошлого, разобщенность перед лицом угроз могут обернуться страшными последствиями. У нас должно быть мужество не только прямо сказать об этом, но и сделать все, чтобы защитить и отстоять мир. И в заключение хочу поблагодарить израильских коллег за теплый, очень радушный прием здесь, в Иерусалиме, пожелать участникам конференции и, конечно, всем гражданам Израиля мира, благополучия, всего самого доброго. Благодарю вас. Ну, я как-то тоже прокомментировал у себя на канале YouTube, да, а сейчас я вот предоставлю ребятам. Ашер, давай, начнем с Да, ну, если можно, я начну с того, чем этот человек закончил свое выступление. Он пожелал мира народу Израиля. Человек, который целиком и полностью он поддерживает Хамас, он поддерживает Хизбаллу, он поддерживает все террористические организации не просто на словах и давая им какие-то площадки, они не только, ведь туда же идет финансовая помощь, туда идет гуманитарная помощь, и их боевики обучаются специалистами российских спецслужб, и
поставляемое оружие России Оно все как-то странно, да. летит в Российское. граждан Израиля. То есть цинизма вот этому выступления просто он настолько зашкаливает, что это невозможно. Это если брать по отношению к современным евреям. То есть этот геноцид, он продолжается российскими руками, российскими финансами, российскими средствами массовой информации. Ведь они же вовсю поддерживают тех людей, которые себя называют палестинцами. Это народ, я не хочу как бы обидеть тех, кто себя таковыми считает. Они уже как бы родились с сознанием. Они того, приносят в жертву этот народ ради того, чтобы уничтожить Израиль. Это делается уже десятилетиями. Насколько мы знаем, это народ, который возник точно так же, как сейчас у нас на Востоке возникает вот этот народ Новороссии. Это ДНР, НРО. Но они выбрали этих людей инструментом своей политики. Еще Сталин это выбрал, и продолжают русские до сих пор. То, что его основной месседж о том, что нельзя это все забывать, безусловно, нельзя. Но они на это сделали целый такой, у них постоянно вот это победобесие происходит ежегодно. А в этом году особенно будет победобесие, потому что 75 лет, День Победы, 9 мая, все дела. Да. И это если, на фронте. Это если говорить о том, что непосредственно отношения современного российского государства и современного еврейского государства. Если взять отношения на Ближнем Востоке, Россия имеет прямое отношение к тому, что происходит в Сирии. Та жестокость, которая там убивает людей, такие средства, которые там применяются. Все это от Израиля на расстоянии выстрела находится. Безусловно. Дальше мы видим то, что происходило в Грузии, другие народы, которые страдают от этой же страны, и этот человек сейчас в присутствии такого количества, на такой представительном таком форуме, на таком представительном заходе, он вещает о том, про мир, про борьбу с шовинизмом, с войной. Ярослав. Так, что тут говорить, но я вам скажу, по моему личному мнению, что развитие даже ядерной программы Ирана было бы невозможно без помощи российских коллег. Точно так же, как и развитие ядерной программы КНДР. То есть, это просто невозможно. Поэтому мы не единожды слышали о том, что им нужна ядерная бомба для конкретной вещи. Мы готовы, говорит, уничтожить. И мы готовы... Открыто говорят, прямо, десятилетиями. Мало того, они говорят, у нас больше людей, и мы готовы пожертвовать своих же иранским населением в этой войне. И неважно, сколько иранцев погибнет, но мы все равно останемся, потому что нас больше, а Израиль, евреев мы сможем уничтожить. То есть, это серьезно. То есть, мы говорили, Хизбаллу принимают непосредственно в Москве, у них подписаны договора о сотрудничестве. И Хамас там не вылезает. Хамас в том числе они не вылезают, то есть об этом, то есть они в Кремле встречаются, не тайно где-то. И одновременно 8 раз, извини, просто добавлю, 8 раз в год приезжает туда Беньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, который сейчас вставал, подпрыгивая к Путину, руку жал, носит георгиевские ленты, ходит в бессмертном полку в этой религии, участвует в этих ходах вот этих, да? Это очень печально. Но это все, знаешь, это все можно назвать одним словом, еще плюс совок. То есть это все люди советского такого поколения. Вот этих в каком-то смысле, да, этот весь период. Он работает на людей советского поколения, на избирателей тех в Израиле. Это же чисто циничная политика, на самом деле, мне так кажется. По поводу Зеленского и вот то, что правильно он сделал, что не пошел неправильно. Понятное дело, что с Путиным встречаться нельзя. Но дело в том, что тут же тоже нужно понимать, почему все удивляются, что он отказался от этого визита. Во-первых, сейчас с Кремля слили вот эти попытки офиса президента назначить неофициальную встречу где-то в Израиле с Путиным, и они сливают об этом, то есть они пытаются выйти на контакт. Во-вторых, после нормандского формата, после откровенного
телефонного заявления Зеленского, что мы с Путиным договоримся, мы готовы договариваться, мы можем. Все люди вокруг, которые особенно не сильно в курсе того, что у нас здесь происходит, они удивлены. Вроде как нормально же. Так вроде же вы же договорились, вы в Нормандии, вы жмете руки, вы сидите вместе, вы А что же вы не можете в одном зале быть? Так в чем проблема? Да? Поэтому они удивляются. Поэтому удивляются. И это, то есть это реакция, и это проблема дипломатическая, как катастрофа, по большому счету, что Зеленского могут себе спокойно представить в одной комнате с Путиным. Ну, вот, это провал всей дипломатии и офиса президента, и нашего МЗС. Это вот эти попытки, вот эти звонки ночные Путину, эти попытки найти с ним встречу, посидеть. А Путин откровенно презирает. Вот он ведет себя, согласитесь, да? Вот как такой пахан, который ну реально всех нагнул, как это говорится, да? Вот просто весь мир нагнул. Абсолютно. Да. Ну, сегодня уже говорил об этом в программе другого канала. Путин, и мы с тобой много раз это тоже обсуждали, что для Путина Украина это тактическая задача, это не стратегическая, и это не... Ребята, он в Ливию уже лезет, он про Ливию там прям с трибуны намекнул, нам надо урегулировать Ливию. Как он будет урегулировать Ливию? Как Сирию? Да. Ну, то есть с 2014 года, когда уже пошли активные боевые действия в Крыму и на востоке Украины, тогда у меня сложился этот пазл. То есть их стратегическая цель — создание Евразийского союза. Оккупация Европы и уничтожение Соединенных Штатов как геополитического противника. Убрать городские Америку. И с этой точки зрения вызывает, конечно, отвращение приглашение Путина в Израиль на эти мероприятия, потому что мы видим, что сейчас в современной путинской, диктаторской, как по мне, авторитарной России происходит попытка пересмотреть результаты Второй мировой войны. То есть они пытаются, во-первых, обелить Сталина как диктатора. Обвинить Польшу. Обвинить Польшу. И, то есть вообще перекроить... Он просто, честно говоря, охренел. То есть он в глаза говорит такую ложь, которую школьник знает в любой стране, кто читал историю, а он в глаза просто и под эту ложь у них находятся еще документы, то есть они делают документы. Но они уничтожают архивы. То есть у них архивы закрыты до сих пор. Часть у них откровенно поднимался вопрос и активистами из России, историками, что они часть архивов уничтожают просто. У них, кстати, у нас открыты же архивы советские, все, да? А я думаю, что они бы, если бы Янукович остался какое-то время еще у власти, они бы все уничтожили, увезли бы. Да. Потому что это те небольшие вот эти это глобальные, это большие огромные архивы, которые позволяют вообще сохранить правдивый взгляд, вообще правды немного. И это огромная проблема. То есть сейчас мы видим, что они переписывают историю, вообще роль Второй мировой войны, роль Сталина. И это все тоже вызывает отвращение. Есть даже то, что они делают прямо сейчас онлайн, то, что они делают на востоке Украины и в Крыму. Не нужно идти. Вот, эта тема у меня вот сами как угадали, это у меня вторая тема. Первый месяц, за январь, получается порядка 20 человек раненых и 2 человека погибших. Нет. У нас за январь 2020 года в 2 раза больше, еще не закончился январь, в 2 раза больше погибших, чем за весь январь 19. Давайте я прочитаю, официальную статистику. 10 человек Ребята, погибших. не 10. Сначала это боевые, я про боевые. Давайте я прочитаю официальную статистику, вот эту ужасную, да, нашего мирного времени, нашего вот этого разведения и всего остального прочего, переговоров и все так далее. С начала января 2020 года, в котором мы еще живем, он не закончился. Он не закончился. В зоне ООС на Донбассе, по официальной информации, погибло 13 бойцов. Более 30 получили ранения. Накануне буквально от снайперской пули погиб 22-летний боец Микола Сарачук. Да. Волонтер и медик и его девушка любимая Ирина Черногуз опубликовала фото погибшего Миколы. Он родом из села Лыще возле Луцка. Этот парень молодой, красивый. Нет слов, чтобы выразить соболезнования, но это происходит в момент, чтобы быть корректными, давайте все-таки уточню. Значит, пока на данный момент, в этом месяце боевых 10 погибших, остальные это там есть сердце, 1 суицид. За январь 2019 года было 6 боевых потерь.
и 15 это общее количество умерших, это там тоже был один суицид, сердце, болезни. То есть посмотрите, еще январь не закончился, у нас уже в 2 раза больше погибших от боевых потерь, чем за 2019 год. Мирослав, я просто хочу тебе напомнить, я думаю, ты прекрасно помнишь те события, 2014 год, когда у нас были перемирия. И вот я в тот момент, это сентябрь-октябрь, я находился в составе нашего подразделения, мы находились в Песках под Донецком, это где-то километра полтора, на Эдельвейсе километр-полтора до аэропорта, до ДАПа, и где-то метров 800 до Донецка. Мы стояли, мы не открывали первыми огонь. Но у нас ежедневно бои начинались где-то часов в 8-9 утра и заканчивались где-то часов около 12 ночи. У меня за день уходило до полутора и до 1600 патронов, а иногда и больше. Сколько расходовалось? Вот, ребят, мы видим Миколу. Было перемирие. Видим Миколу, как раз и Ирину. Эти фотки Ирина опубликовала у себя в Фейсбуке. Этот парень, 22-летний, его убил снайпер. Это 13-й погибший и 30 раненых. Это очень много, если учесть, что у нас всего лишь 23 число. И вот ты как раз, мы когда обсуждали вот это еще выступление Путина, ты же сказал, когда я сказал про 9 мая, про это культ победобесия, ты сказал, боюсь, что, ну скажи, развей свою мысль. Да, дело в том, что, во-первых, мы видим, что перемирия нету, его не будет. Мало этого, штаб ОС сегодня отрапортовал о том, что ситуация ухудшилась. Они опять начали практику стрельбы из жилых кварталов с использованием крупных калибров. Кстати, давно не использовали 152 калибр. То есть это огромные, тяжелые вооружения. Сейчас его очень активно используют. Вот. И это говорит о том, что война не только не прекращается, то есть она продолжается, и я боюсь, что и отведение войск будет использовано россиянами, оно уже использовано. Это тактические шаги такие. Напомню, что ситуация в Абхазии и в Осетии тоже было отведение войск, потом перегруппировка российской армии и удар по всей глубине фронта. Это уже всю историю мы проходили. Вот я думаю, что с теми перетурбациями, которые мы сейчас видим в российском правительстве, только скорость, с которой Путин сейчас укрепляет свою вертикаль власти, и как они попытались профорсировать построение нового союзного государства с Белоруссией, я думаю, что нас ждут в этом году печальные драматические события. Мне тоже кажется, этот следующий год, это год, когда Путин, прощенный человечеством. Вот мы видели сцену индульгенции Путина. Один президент в мире не пришел на это хлопать ему. Видели этот зал, там сидят лидеры 60 стран. Макрон просто бежит к нему, спотыкаясь, как не падает, еще его обнимать. Фактически Путину дали индульгенцию, окончательную индульгенцию. Он должен получить 9 мая в Москве. Там он просто обнаглеет, офигеет, извините за такое выражение, просто к таким паханским вот акциям других слов нет, а смотрите, как он себя ведет. Вот Макрон говорит, мы вернем Россию в ПАСЕ, потому что должны права человека в России соблюдаться, как же так, и СПЧ там, и так далее. И тут же сразу принимают закон, что нам пофиг ваши СПЧ. Над международным то есть, смотрите, вы нас, лохи, вернули в ПАСЕ, а мы вам хоба! Вот так вот. И все. Да. То есть они ведут себя, Путин, вот он эталон наглости. И вот, понимаете, мое мнение такое, цинизма. И дело не в его силе. Я думаю, что он сам по себе не сильный человек. А дело в том, что кругом такие слабаки. Ну, позволяют. Конечно. Да. Вот. И это, вообще, честно говоря, я думаю, что цивилизованный мир это понимает. Я смотрю на реакцию наших иностранных друзей, партнеров. Литва, например, она сейчас... Литва это пример, действительно. Они сейчас приравняли резервистов, как у нас, к контрактникам. То есть уже не понимают угрозы. Точно так же Польша, даже Германия, которая дружит с Путиным, она сейчас проводит срочным образом ревизию всех своих вооруженных сил, авиации, танки. Швеция тоже, хотя уж такая мирная Мало страна. того, проголосовали за возвращение призыва, срочной службы. То есть есть здравые люди даже в этих странах, которые демонстрируют толерантность к Путину. Кстати, я забыл одну вещь сказать. Там, где превалируют лоббисты. Да, вот знаете, вернемся, просто я забыл. Вернемся к этой истории своего выступления. Там еще такой был цинизм, который не все заметили. Там играл оркестр. Я же не знаю, что за оркестр, виртуозы Москвы или сборный оркестр, но
Примечательно, что дирижировал всем этим действом, там уже между выступлениями играл вот оркестр, посмотрите на экран. И кто же дирижер оркестра? Кого же пригласили? Это Владимир Спиваков. Владимир Спиваков, Лапочка и Бубочка. Еще в марте 2014 года в числе 85 российских деятелей театра, кино и музыки поддержал Россию и позицию Путина относительно Крыма и войны с Украиной. Открытое письмо опубликовано на сайте Минкультуры РФ до сих пор. В этом списке дирижер Спиваков занимает почетное место, который также, значит, подписался и за войну с Украиной. И на руках этого прекрасного, седовласого, благообразного мужчины кровь 15 тысяч украинских граждан. Это, а уж сколько сирийцев просто не считал никто. Серьезная проблема, потому что... Моральная проблема. Нет, не только моральная, не только моральная, военная. Я все смотрел с военных аспектов, потому что Российская Федерация использует гуманитарный фактор как фактор войны. То есть они используют гуманитарные методы ведения войны, в том числе культуру, в том числе... И это не только информационные операции. То есть это музыка, это театр, балет, извините. Вы вспомните, как оперный театр, там оркестр симфонический выступали в Сирии, они прилетели туда на костях, играли музыку классическую. Ну, то есть, но до этого не долетели. Такой момент я рассказывал, да, тебе, еще в 99-м году, 99-й год, у меня была программа компьютерная, это авиасимулятор Flanker 2.0. Значит, действие происходит, 99-й год, действие происходит в Крыму. Я служил в авиации, прекрасно знаю, где какие аэродромы находятся. То есть это были спутниковые карты, все это было четко, это было очень реалистично, вплоть до того, что я мог на самолете подлететь к своему дому. Вот. Это 99-й год, настолько прописана была хорошо программа. И там воюют Соединенные Штаты, Украина и Россия. Вот, к сожалению, тогда еще люди не знали, что к власти придет Обама. Человек, который с своей Нобелевской премией носился и профукал все, весь послевоенный мир. Это вина Обамы тут совершенно очевидна. И, кстати, недавно я задумал, знаете, над чем? Помните, все говорили, что Джордж Буш младший дурак? Потому что там Австрию с Австралией путает, там не в попад что-то говорит. И даже там что-то там в глаза в очи Путину заглядывал, да? А на самом деле Джордж Буш был последним вменяемым президентом из великих держав. Посмотрите, кто после. Обама, левак, абсолютный клоун. Да. Трамп, вообще даже говорить не хочется, кто он, да? Убрал войска из Сирии, выводит отовсюду. Вообще ведутся разговоры, нету ли у них более глубоких связей с Российской Федерацией. 100%. Особенно после Deutsche Bank, филиал Deutsche Bank в США, USA и так далее. А кем станет Макрон, как вы думаете, после своей каденции? Компания Total, я думаю, ждет? Или рядом со Шредером сядет акционером Газпрома. Там можно всех собрать. Да, но смотрите, еще что. Значит, вернемся все-таки, вот когда мы говорим о теме погибших, о теме войны и вообще всего, что с ней связано. Владимир Зеленский не упоминал о войне в ходе своего визита в Израиль. А где он упоминал? Но он упоминал об аннексии Крыма. В Давосе он упоминал о войне, это тоже правда. Да, в Давосе он говорил о войне, именно о войне, о том, что мир забыл, меньше внимания уделяет войне. Вот. А Зеленский говорил о списках удерживаемых лиц, о погибших, о расстрелах речь не шла, но вот об удерживаемых, да, он говорил, и это тоже важно. Давайте послушаем и обсудим. 2 трека, 2 списка. І список ми погодили у Мінську, що зараз будемо встановлювати ще, доповнювати список встановлених осіб. Будемо готувати цей трек обміну з тимчасово окупованими територіями. І окремий трек ми вже почали розмову з Російською Федерацією щодо обміну наших українців всіх, включаючи кримських татар, українців різних, які знаходяться на території Росії. Ну вот такие слова. Что скажете, что дальше будет с заложниками, с нашими? Кстати, учитывая, знаете, какую новость интересную? Ведь Путин продает эту девушку, которую задержали в аэропорту транзитно в Москве с наркотиками якобы. Продает за земельный участок, да, израильскую гражданку, 60 лет, занимается работорговлей. Торгует евреями в 2020 году. Продает за площадь в Иерусалиме, подворье какого-то. Опять-таки, это тоже проблема, которую закрывает глаза мировое сообщество. Значит, вот так называемый обменный фонд, заложники по факту.
То есть для России очень легко их набирать. Они действуют на сопредельных странах, там, вот, например, в Беларуси, как они гриба взяли. Они захватывают людей в Крыму, захватывают людей на территории России, в том числе украинцев, которые имели неосторожность, несознательность. Они израильтян в аэропортах воруют. Я прошу прощения. Да. О чем тут говорить? Да. Это говорит о том, что они будут продолжать это делать для достижения своих интересов. Только вы захватываете какого-нибудь агента внешней разведки с очередным новичком, или моментально идет захват. Но они захватывают же не военных, они же захватывают обычных граждан. В этом проблема. И знаешь, что еще меня немножко так резануло слух, когда в самом начале ты говорил о том, что Владимир Александрович упомянул о том, что как бы для мирового сообщества тема войны в Украине начинает угасать. Благодаря чему? Чему? Внешней политики Украины самой же. И внутренней тоже. Давайте забудем, нам нет разницы, у кого какие убеждения, нам нужен мир. Уже у нас десяток погибших за меньше, чем месяц. Да. Ни одного официального заявления от офиса президента и от Зеленского, ни одного. Уже когда за десяток перевалило, МЗС сделала одно небольшое осторожное заявление, что они будут обращаться там к кому-нибудь. Самое страшное то, что разбился самолет. Проходит время, потом только какая-то реакция. Бесконечное время, да. Бесконечное. И объявляется траур, да, всей страны. У нас гибнет за один месяц 10-13 человек солдат, и никакой реакции абсолютно. Самое страшное еще – это реакция общества. То, что происходило в 2014 году, когда все боялись, то, что сюда придут российские войска, сейчас уже не боятся. Кто-то уже не боится патриотов украинских. Раньше они, было страшно. Да. Это такими же страшными людьми выставляли там бандеровцы, всех. А тут оказывается неправда. Никто никого не убивает. Правда, на патриотов, на волонтеров и на наших бойцов, бывших и действующих, вешают какие-то там, возбуждают дела, и очень много. Да. И ты принимаешь как бы участие в защите наших бойцов. Я писал на поруке, пытался забрать рифмастера. Это сержант сил специальных операций. Я просто очень хорошо Андрея знаю. Мы с ним еще летом читали лекции в одном из центров сил специальных операций. Вот. И я его хорошо знаю, понимаю, что то, что ему вешают это убийство, это нонсенс. И там уже были десятки доказательств, уже сами активисты и волонтеры проводили расследования, показывали, что есть несоответствие у следствия и судов. Но к чему мы говорим? Если общую картину брать, то да, на данный момент мы видим, что у нас есть все признаки такого антимайдановского реванша. Дух пошел, да, дух. вот этот да. Товарищ прокурор, кто он бывший, адвокат Януковича, сейчас замглавы Государственного бюро расследований, первый, который процессуально имеет допуск к следствию, и он обязан заниматься вопросами следствия, поэтому нам еще врут, когда говорят, что он не будет заниматься вопросами Майдана, это как раз его обязанность. И это вопрос Портнова. Знаете, что сегодня Лукаш на одном из каналов Медведчуков заявила, что Сережу Негояна убили майдановцы. Потому она прямо сказала об этом, что это майдановцы убили. Хотя уже было множество доказательств, было расследование. То есть вопрос в чем? Они по всем направлениям. Я сейчас там не хочу Зеленского обвинять, я думаю, что он просто часто манипулирует. Он манипулирует, он ведомый в этом плане, он не всегда разбирается, кто рядом с ним стоит, кто такой Ермак, например, кто такой Портнов. Вот. Но тем не менее, мы видим, что у нас сейчас следственные органы, в том числе ДБР, это стали такие инструменты по репрессиям фактически. Вот. Суды. Они как бы были карманные, можно кто-то говорит, что они такими и были, но на самом деле я таких беспрецедентных решений скандальных я не помню. В общем, что, ребята, давайте в этом не углубляться, но каждый день мы видим, что приходится бороться с каждым вот очередным таким ляпом, который по неизвестным нам причинам происходит. Но давайте, можно только догадываться, опять, но результаты никого не радуют и скорее настораживают, чем успокаивают, да? И это напряжение в обществе, оно нафиг никому не нужно, извините, ни Зеленскому, ни Верховной Раде, ни нам тут сидящим. А Путину очень нужно, потому что цель хаос, цель расшатать Украину, это его успех, да, это ему в копилку.
Но все-таки послушаем заявление как раз Владимира Зеленского в Давосе, где он говорил о войне и о ситуации в Украине. А найстрашніше, що катаклізми стали для планети буденними, потрясіння стали для людства вже іноді просто звичкою. І як ніхто інший, я точно знаю, про що зараз вам кажу. Бо 6-й рік у моїй країні йде війна. 6-й рік, як Росія анексувала у нас частину території. Незважаючи на тисячі сторінок міжнародного права та сотні організацій, покликаних його захищати. Ось така у нас з вами New Normality. Так, світ згуртувався навколо вирішування цих питань, але чи достатньо українцям, загиблим і тим, хто втратив домівки, чи достатньо їм всесвітньої стурбованості та занепокоєння? Цього замало. Вот, ребята, только что мы слышали, что сказал Владимир Зеленский. Ну, понимаете, конечно, это форум экономический, там такая солянка, на самом деле, там несчастная Грета Тунберг, там витающий в облаках принц Уэльский, там вообще и гвозди, да. Такая мини-проекция планеты, да, мира. Вот, то есть эти катастрофы, популизм, Все, маразм, сумасшедший дом, вот все там. Ну и на всем этом еще надо какие-то инвестиции привлекать. И вот Гончарук Алексей выступил там тоже и рассказывал об этом. Ну, судим еще там еще один, Арахамия выступал, глава фракции. Давайте пока послушаем Алексея Гончарука. Ага, чуть-чуть там задержка, но Алексей Гончарук, напомню, недавно уходить в отставку собирался, но не ушел. Я считаю, хорошо, что не ушел, потому что какие люди хотели его отставки, ну, скажем так. Вместо него кто бы пришел? Да, Азиров? да. Там, типа лучше бы не было, уж мое глубокое убеждение. Но Вот. все равно это позор, конечно. Сегодня с этим его заявлением по поводу передачи возможной украинской залезницы немцам в управление. Немцам пришлось срочно бежать впереди паровоза. Это мы знаем. Что тебе не нравится? Это же не русский. Он же, да, не, я тоже сказал. То есть он сказал, а нам стыдно, да? Нет, он сказал, а немцы уже были вынуждены бежать и опровергать. И говорит, ни в коем случае мы просто консультируем. Так, Гончарука слушаем. Алексей Гончарук. Он же говорит там. Сейчас будет. Вчора для України був дуже хороший день. Ми дуже добре, дуже круто зустрілися з нашими друзями з Міжнародного валютного фонду. Вчора був підписаний меморандум між Міністерством інфраструктури та Deutsche Bahn. Так, ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізну дорогу. Ми пов'язуємо з цим рішенням, з цим дуже важливим рішенням, не лише долю цієї інфраструктурної одиниці. Це екосистемне рішення, яке має показати, що Україна безпрецедентно відкрита до інвестицій, до світу, до нових стандартів. Вот, но давайте прям нон-стопом, ну, хотя прокомментировать. Ну, ты же комментировал. Но Deutsche Bank не знал немножко, и не так поняли, не так подали. Что не получили, да? Ну, в общем, не поняли до конца немцы, что они подписали. Или Гончарук не понял, куда он их пригласил. Может, он перепутал слово консалтинг. На таком уровне. Ребят, ну, ребят не очень опытные, слава богу, вроде не вор, уже неплохо. Вот. Не насильник там. Да, ну да. Всякие были премьерами и президентами в нашей стране, так что вы знаете. Не со сроком, да. там. Но это еще не все приключения наших в Давосе. Я не буду говорить там про Пинчука, про то, за чей счет туда поехали эти люди, за счет, в том числе, как сегодня один из депутатов проговорился, за счет Пинчука. Это классно. Пинчук классный чувак, предложил сдать Крым в аренду Путину на полвека. Но в Украине память у нас, у нашего общества, у наших политиков и небрезгливость находится на уровне, так сказать, вот, окуня, да. Поэтому год с Пинчуком типа не общались публично, потом опять на завтрак, поели, закусили, и все как будто не было ничего, да? Все забыли. Да, все забыли, все нормально. Но есть и новые люди. Вот там присутствуют, например,
глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Симпатичный, достаточно тоже молодой человек. Дал комментарии журналистам, русским журналистам. Ну, наверное, это из-за того, что в Украине фашизм, и не с кем пообщаться на русском, и мовные патрули запрещают, расстреливают людей на улице. Поэтому по-русски в бункере. Нет, мы же тут в бункере. Вот, поэтому наш чиновник, когда он вырывается, или депутат вырывается куда-то за границу, первым делом, что он ищет русскую речь. И вот услышим, от кого русскую речь удалось услышать. Я вчера видел фотографии, там одна пропагандония просто в полном составе. Некоторых даже в лицо знаю. И вот, конечно, услышав вопрос именно от этих людей, наш чиновник, наш депутат, лидер правящей фракции бросается комментировать, что бы то ни было. Давайте послушаем Давида Арахамия. В Нормандии, да, обе стороны присутствия международных партнеров фактически огласили свои намерения, да, идти максимальными быстрыми шагами и эффективно к миру, да. В первую очередь я считаю, что нужно сконцентрироваться на полном прекращении огня с обоих сторон, и тогда это будет таким, я сказал бы, самым сильным сигналом за последние 5 лет, который может существовать. На общение с русскими пропагандистами, напомню, могу дать Давиду, с которым заочно знаком, урок давания интервью, раздачи интервью подобным людям. Вот мы с Ирфаном Кудусовым, мы знаем этого человека, с нашим крымстарским общественным тоже деятелем, были в Вильнюсе недавно, и там такие же точные люди, они все на одно лицо, в принципе, подошли брать интервью у меня. Я не сказал им ни слова, Ирфан не сказал им ни слова, но ребята были очень неаккуратные. И проходя просто мимо Ирфана, они немножко уронили камеру, видеокамеру. Так бывает в случае, когда очень хочется работать, подходить к украинцам, да, немножко камера упала. Помним, как немножко упал микрофон, когда Борислав Береза, тоже к нему решили подходить пообщаться, и как-то с микрофоном, технические проблемы. Но тут технических проблем нет, зато проблемы есть в понимании, в коммуникациях. И тот же Давид Арахамия, Давид, общение с этими людьми вредно для всего. Поверь мне, вот по-товарищески. Дальше. Давид Арахамия оправдывался там за свою же речь, в которой сообщил, что в Украине стоит отказаться от вероинтеграции. Но я не буду комментировать. Давайте послушаем, что было сказано дословно, потом проговорим о том, что надо, что не надо говорить. О чем, может быть, и промолчать бы стоило. О чем-то. Це вирвано з контексту, чи просто це завдяки тому, що моя промова була англійською мовою, і, можливо, це просто труднощі перекладу, як то кажуть. Да? Я поясню, у нас була панель про інвестиції в Україну, яким чином можна в 5 разів збільшити кількість інвестицій прямих іноземних. Да? І ми спілкувались. І, по-перше, треба розуміти, що це не відповідає дійсності. Партія «Слуга народу», я особисто за шлях до Європейського Союзу, це прописано в нашій Конституції, за угоду по асоціації, да? Але працюючи над угодою по асоціації, зараз черговий перегляд, треба трошки мати економічного егоїзму, як то кажуть, для українців, да? Для того, щоб захищати інтереси наших промисловців, інтереси наших виробників, а не просто сліпо підписувати все, що нам дають. Да? Треба захищати національні інтереси. В цьому був ключовий меседж моєї промови. Так вот, вот смотрите, никто вот на самом деле всерьез не сомневался, что Давид Арахамия, глава «Слуги народа», там, по фракции, патриот и так далее, что он захочет там отсоединиться от ЕС, присоединиться к России. Но когда вы что-то говорите, проговаривайте четко. Вот просто проговорите дословно, вас слушают иностранцы, они могут не понять, передать не так, перевести впрямую. Не думайте, что кто-то за вас подумает в плюс, всегда за вас подумает в минус. Это закон такой, жанра, да? И не бывает так, что вы нас не поняли, бывает так, что вы неправильно сказали. Будьте внимательны к словам, простите за эти азбучные лекции. Ну а что я могу сказать? Люди услышали то, что услышали, никто там ничего не думал. Нет, потом комментариев они тоже могут не услышать. И наверняка. Да, могут не услышать потом комментарии ваших, Давид. Ну как такое? Ну, надо все четко, знаете, как бы речь не говорят, четко сказать. Но мы за ЕС, за НАТО. Мы за ЕС, за НАТО. Да, национальный интерес должен быть, но ЕС, НАТО не обговаривают все. И все это не все. И все поняли. Все нормально. Вот, а теперь я попрошу гостей прокомментировать, что ты разошелся. Комментируйте, пожалуйста. Давос, коммуникации. Ты же журналист, комментируй коммуникации. Смотрите, меня пугает то сближение с Россией, которое сейчас происходит. Поэтому мне очень сложно быть, знаете, вот списывать такие оговорки и выступления на таких форумах, когда весь мир и вся пресса мировая
смотрит и следит за каждым твоим словом. И вот это вот счастливое раздавание интервью российским пропагандистам, понимаете, если бы это была разовая случайность, я мог бы сказать, ну вот, знаете, наверное, неопытность какая-то. Но нет же. Мы газ в России покупаем, мы долги им прощаем, то есть мы должны миллиарды сейчас от России получать, мы им уже все прощаем. Понимаете, это такой тихий, как это... РНБО, что вот они же представили новую стратегию Зеленскому по поводу безопасности. Это Сивоха забросить Донецк? Это было бы идеально, конечно, это было бы хорошо. Но они вот сказали, что мы теперь будем дружить с Россией, будем принимать шаги по снятию эскалации напряжения с Россией. И поэтому, когда потом глава фракции «Слуга народа» приходит на международный форум и вот такой вот говорит... Если это в контекст ложится, да? Конечно, даже если он это не имел в виду, но адвокат Януковича в ДБР, мы отказываемся от согласования своих законов с законами ЕС, а следующий шаг будет, если они хотят дружить с Путиным, это будет отказ от НАТО и ЕС, потому что это требует военная доктрина Российской Федерации. Но мы не отказываемся. Вот тут же... А мы не знаем. Нужно перестать стрелять и дать России спокойно выйти на границы Евросоюза. Вот и все, что нужно. Тогда Евросоюз, наверное, выразит искреннюю озабоченность. Да, искренне. Но нам будет уже поздно. Поэтому нам свое делать, как бы. У меня единственное в этой печальной ситуации, мы сейчас так троллим мягко, на самом деле ситуация очень печальная, очень печальная. Неважно, делается ли она от неосознанности, непонимания вот этих глобальных процессов с Зеленским и там Арахами всеми вместе с ними. Или она специально инспирирована, в том числе и российскими лоббистами, которых здесь там, и антимайдановцами в виде Портнова. Но так или иначе, эта ситуация угрожает национальным интересам. Единственное, что меня здесь радует, что все-таки Украина это такая страна, что какой бы президент сюда ни приходил бы, он вынужден или становиться проукраинским, или бежать. Да. Что добавишь? Мне добавить нечего, я целиком полностью согласен. Мужчине всегда есть что добавить. Зачем же брать меня на слабо? Здесь абсолютно нам все понятно, то, что, к моему великому сожалению, я то же самое говорил, еще раз повторю, я лично не знаком с нашим президентом. Я не знаю его как человека, я вижу просто его шаги. По-человечески мне его жаль. У него нет ни опыта управлением государством, у него нет такого количества знакомых людей, которые являются специалистами в этих вопросах экономики. Так привлеки специалистов. Для этого необходимо, на самом деле, не знать необходимо не стыдно, быть абсолютно. в теме, необходимо понимать. А если человек не понимает этих вопросов, он, может быть, бы и хотел, но он не является. Вы знаете, что меня насторожило? Вы помните, когда Гончарука вот эти записи выложили, да? Меня насторожило не то, что Гончарук сказал, что президент имеет очень поверхностное представление об экономике. Это нормально. И выбери любого из нас президентом, мы бы тоже имели весьма поверхностное... Да, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что они собрались для того, чтобы придумать способ донести до президента важные вещи какие-то. Нет, это ты классно сказал. Нет, они собрались донести президенту, то есть они сами признали, что они не понимают, что происходит, но они придумать ему картину мира. Вот что происходит в экономике, мы не можем ему объяснить. Давайте придумаем, что мы ему объясним. Ты слабшу сваришь. То есть они занимались формированием иллюзий. Ну, смотрите, даже не про это речь. То есть, в принципе, видимо, такая ситуация кадровая. Вот все время ругали, помните, я ваш вырок, Порошенко, кадровая политика плохая, Порошенко, слава тебе, Господи, потом уже признал, что она правда плохая. Коммуникации правда плохие у Порошенко, да? А сейчас у нас какие коммуникации? Вот мне кажется, это какое-то дежавю, просто какие-то детские грабли. Веселые картины. Нет, это веселые, это раз, да? Второй, кадровый вопрос. Коммуникации мы видим, даже фамилии называть никаких не буду, все знают, да? Теперь вопрос не с коммуникацией, вопрос второй с кадровой политикой, да? Люди не могут объяснить президенту. То есть это же не они такие. Видимо, еще нужно попасть к президенту, чтобы ему что-то объяснить, да еще в какой-то форме подготовить. То есть не он вызывает, иди сюда, объясняй мне, да? А люди к телу ищут доступ.
Это вот какая-то... А чем Порошенко-то в таком случае не угодил-то? Он вел себя как достаточно часто, как барин, например, А теперь недоступный. такой вот немножко из другой области момент. Новый избирательный кодекс ты читал? Знаком с ним? Я сегодня читал закон о печати новый, о защите прав. Но это отдельная тема, да. Это у нас много отдельных таких тем. Но избирательный кодекс же... Подожди, там же отменили мажоритарку, он же неплохой в этом плане. Там нет... Мажоритарка-то отменяла открытые списки. Там суммы для того, чтобы ты куда-то смог зайти, просто 4 миллиона только для депутата местных... То есть олигархи знают точно тариф. Если им нужен этот район, у него там, допустим, ферма большая там какая-то, или завод, или должен депутат в Верховной Раде. Они уже тарифы знают, а простым людям даже фандрайзингом это не соберешь. Я скажу, что даже обычный активист, просто эти 4 миллиона, он не соберет их. То есть это запретительные, с одной стороны, нет мажоритарщиков, а с другой стороны, запретительные барьеры, получается. По большому счету, да. И самое главное, что еще нужно вложить в рекламу, а еще нужно вложить в какую-то компанию, еще, ну и так далее, административные какие-то расходы. То есть если человек может еще на волонтерах как-то выехать, да, которые ему помогут там, или на каких-то там на байдужих там бизнесменов в малом и среднем бизнесе, которые знают активисты этого района, то уже собрать заставу в 4 миллиона. Откуда такие? Где? Откуда? Это надо обращаться в дирекцию Укрзалезницы. Там у ребят можно, в принципе, настрелять. Ну там, да, 2 месяца, 2 месяца, и ты настрелял. Да. Дружите с членами совета директоров. Кредит еще можно брать, наверное. Закон, который пытались провести по поводу децентрализации. Это же вообще кошмар и ужас. Но видите, вот, все-таки борьба происходит политическая. Знаете, вот что мне единственное в этом всем нравится? Вот все мне не нравится, в смысле вот этих всех забросов, когда шатает, трясет страну, все. Но нравится то, что у страны, у общества вырабатываются антитела, что происходит онлайн политическая жизнь. Потому что демократия это не выбрал и пошел гулять, да? А демократия это выбрал и... Пожизненный процесс. Пожизненный процесс. Может, это неплохо? Вот может, это надо прожить тоже? А у нас во время войны есть возможность прожить? Вот. Это то, о чем сегодня мы говорили, тоже с моим коллегой. Все хорошо, но война. И каждый день гибнут люди. И каждый день гибнут люди. Цена высокая. И риск очень большой. И одуревший фюрер, с чего мы начали. Спасибо вам, ребята. У меня в гостях были абсолютно отличные, умнейшие собеседники. Мирослав Гай и Ашер Черкасский. На них никогда времени не хватит, но мы будем их звать, потому что люди говорят, что думают, и говорят по делу. Помогайте АТР. У нас мы не являемся членами наблюдательных советов никаких, поэтому финансирование мы не получили на трансляцию в Крым. Мы хотим, чтобы вы нам тоже помогали. Расчетный счет мы постоянно транслируем, призывы помогать АТР. Есть деньги, помогите, мы их пустим на дело, тем более, что, оказывается, скоро каналы украинские, самые крупные, будут зашифрованы в оккупированных районах Луганской, Донецкой области и Крыму. Называется «Прощай, Украина» в медийной войне. Но об этом мы в других программах поговорим. Всего доброго. Смотрите АТР.